Лукашенко понял, что он может потерять все. Надо, чтобы дедушка был доволен. А он же даже не подозревает, что у него тут какая-то бомба подложена под стол. Говорю, вы не выйдете отсюда, пока вы не запишете «Живи Беларусь». Вітаю, сябры, мяне зовут Наста Роуда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з вядомым рэжысёрам Мікалаем Халезінам. Мікалай, вітаю. Вітаю. У свой час цэлыя тамы былі прысвечаныя вывучэнню псіхалогіі Homo Советикус, савецкага чалавека. Як вы думаеце, а Homo Lukashenkensis, так, чалавек лукашэнкаўскай эпохі, ён ужо сфармаваўся? Его не существует в природе, и его не может существовать. Его не будет никогда. Потому что Homo Sovieticus росли в очень четкой идеологической системе. Система, которая была одной из двух самых больших систем на планете. У нее была четкая идеология. Эта идеология была выстроена, начиная от детства, когда ты октябренок, и заканчивая моделями одежды, которые можно носить, а которые нельзя. Да? То есть вот все выстроено в идеологическом ключе. И идеология была не такая, как у Лукашенко. У Лукашенко идеология — это типа «любите меня». Ты не очень приятный человек. Я не буду тебя любить никак вообще. Потому что у Лукашенко нет ничего, чтобы он мог предложить. Советская идеология, она базировалась на пусть и вот этих ущербных учениях, но это были реально учения. Вся это ленинизм, троцкизм и прочее, это все были учения большие, глобальные. Мне они не нравились, кому-то нравились, да, то есть это были системы. И Америка, в Америке не было располовинивания Америки, как сейчас это происходит. Америка была едина, потому что она противостояла совку. И это была борьба двух огромных систем. Сейчас этого нет. Сейчас системы нет. Путин тоже не может создать. У Путина идеология сейчас это «а мы всем наваляем». То есть мы всем наваляем, и все эти русские люди сказали, специально как бы обобщаю, все русские люди, да, именно так, все русские, потому что я не вижу противостояния. Я в Беларуси видел демократическую оппозицию, которая противостояла Лукашенко, потом она стала уже даже не оппозицией, а, собственно говоря, страной, да. А в России этого нет, потому что им нравится, да. Потому что они готовы ходить в сортир, в дырку в земле. Но главное, чтобы Олимпиада прошла в Сочи. Homo Lukashenkus, его не будет. Более того, ты и я, и все мы удивимся, как моментально забудут про Лукашенко. Моментально. У меня есть там врач, наша подруга в Лондоне, она казашка. Она рассказывала, как про Назарбаева забыли, вечером его не стало, а утром про него забыли. Вообще не интересно. Говорит, никто не обсуждает вообще. Не знаю. Я спрашиваю, а где Назарбаев? Она говорит, да я не знаю, мне пофиг, где он. Хоть где. Это говорю, правда. Может, в Эмиратах живет. Она говорит, да ну пусть живет, мне все равно. И это правда, потому что эти люди, как только они перестают нас там дубинками дубасить, они нам больше после этого, как только они перестали, все, мы... Поэтому я был сторонником в 2020 году дать ему самолет, загрузить туда ему денег, водки, и весь табор, чтобы улетел. Куда улетел, все равно, даже не буду смотреть на карте, куда он летит. Основная проблема, что ему нема чем заняться. Для него же зарубежные страны это ничего. То есть, это какое-то сборище врагов. То есть он чужим себя там чувствует. Уся беларуская прапаганда зараз выглядае просто як крінж. Калі зайсці на пол першага, то можна падумаць, што Наталля Эйсман працуе на апазіцыю. Асабліва з гэтымі, не знаю, можна згадаць Умку на столе, вось гэта все просто... Когда Умка лежал на столе, я ждал, что этот дед, уже тоже поехавший, что он возьмет так вилку с ножом и случайно порежет его. Ну, няўжо Лукашенко не бачыць, як ён выглядае? Я уже прошел все фазы восприятия вот его пропаганды, его вот этого всего. И была фаза, когда я это видеть не мог. Была фаза моей ненависти. Была фаза смеха. Была фаза опять ненависти. Сейчас у меня фаза, когда я понял, что теперь я над этим буду смеяться просто всегда. Потому что я уже наконец увидел, как Коля
Лукашенко привез в дом престарелых, дом ветеранов, арбуз, как бы, вышел ветеран на крыльцо, взял его и поцеловал арбуз. То есть вот, ну, все. То есть это, мне уже смешно, я понял, что я буду смеяться и все, потому что уже бессмысленно это все. Потому что сама Эйсмонт не видит ни себя, ни этого деда. Ни Озаренок себя не слышит, да. Хотя я слышал еще его папу, который был такой же умный, блин. И вот все это, оно пусть поживет, накопим мемов, а потом это все тоже за один день исчезнет. Только единственное, что там кто-то кому-то там, я начищу лицо муковозчику, кто-то начистит Озаренку, ну кто кого успеет поймать, знаешь, там, вот сегодня начистил, а завтра забыл, что такой человек существовал. Вот так приблизительно такой драматургия будет такая. А навошта зараз Колю возят с гэтымі фортепианными концертами? Ну, потому что я удивляюсь еще, что он не стал, нам не показывают какой-нибудь урок, где он преподает китайский язык. Вот, потому что папа хочет показать, что его этот отпрыск, что он у него умеет. Вот недавно, я же футбол для меня очень близкая история очень. Я такой болельщик там всю жизнь. И когда он сказал, что его должны были приехать отсматривать в Баварию, Лукашенко, это что у тебя? Ты уже мне рассказал все про себя, про то, что ты там историк, и экономист, и рецензировал программу Явлинского 500 дней. Все, ты все рассказал. И вдруг сидит, видимо, увидел на экране футболиста, да, и такой... А я вот молодой был, я вот играл на левом фланге. Меня должны были из Баварии приезжать отсматривать. Это что с кшталту машина от Илона Маска? Да. То есть должны были прилететь в деревню Александрия. Он тогда там жил. Это туда должны были прилететь. У них нет уже, у них чувство, знаешь, когда тебе принадлежат все СМИ, и ты делаешь все, что ты хочешь, у тебя чувство реальности быстро теряется. Ты не понимаешь, что на самом деле свободные медиа – это твой психиатр. Он тебя лечит, потому что он тебе не дает стать скотиной просто. Не хочется об этом думать. Вот не хочется, потому что... Не потому что лень, а потому что я понимаю, что это потраченное время зря. То есть, потому что из этого даже пьесу не слепишь. Он не конвертируется он в искусство. И не конвертируется... Что быстро конвертируется, я тебе скажу. Это 20-й год. Вот он конвертировался. Я сделал спектакль, пьесу, которую написал очень быстро. Пьесы долго пишу. Это такой очень... Тяжелая работа, да. Но я написал «Ошибка 403», когда я вспомнил, что я был допущен Наумовым, когда он был еще руководил «Алмазом». У меня был с ним конфликт, и он пригласил меня приехать в расположение части, которую даже никто не знал, где она находится. Это место в центре города, изолированное, туда так не попадешь. И я там с парой человек был знаком из «Алмаза». И когда убили Тарайковского, я попытался кого-нибудь найти. И в итоге мне получилось поговорить с 3 людьми, один из которых ушел еще тогда из «Алмаза», то есть там в конце 90-х. Второй служил до, по-моему, 18-го года и ушел на пенсию. И третий служит сейчас в «Алмазе». Только он отказался со мной говорить. Мы странно говорили. Он говорил со мной по скайпу, но сидел в темноте. То есть можно было просто экран отключить, но он просто выключил свет, и лица не видно. Ну, я как бы представляю, кто это. Хотя мне им было не важно. Это не он убил Тарайковского. И я с ними всеми 3 поговорил. И сделал пьесу о человеке, который убил Тарайковского. Потому что при этом мне тоже не сказали его фамилии, но сказали, что, конечно, если бы коснулось сейчас допроса, то тебе весь «Алмаз» назвал бы его имя. То есть, это не проблема. И вот та история, поставил в Таллине, потом он ездил там по миру по фестивалям, но эта история конвертировалась, потому что это судьба человека,
который совершил что-то, не понимая, что он совершил. Как говорят сейчас, не отдупляя, да, он так и не понял, что он сделал. Я говорю вот этому, который сейчас служит, говорю, слушай, вот представь, вот сменилась власть, а вы же имели к этому отношение. Вот из вас часть, которые дубасили, которые там стреляли, это самое, они же все бегут в Россию. Он такой, почему в Россию? Я говорю, потому что всегда бежали в Россию. Говорю, почитай про там Рижский ОМОН, которые были преступниками, они все убежали и стали ментами в России. Он говорит, я в России никогда не был. Я говорю, ну вот Тула тебя удивит, как бы. То есть, и он реально не понимает, почему ему придется уезжать. Почему именно Россия? То есть у него в голове он вообще не понимает. И при этом они вот это я говорю, вы хоть обсуждаете там это внутри? Мы обсуждаем, да, но типа это служба же там. Это. То есть его партнер, его напарник убивает человека на улице, а вот просто в открытую из огнестрела. И у тебя в голове ничего не происходит. То есть, а он такой, типа, ну, так получилось, но он там не хотел, наверное, там. А ведаеш, мені цікаво, ось що для його значить забити чоловіка? Ось я була у професійному тірі один раз, тримала пістолет, стріляла з реального пістолета один раз, і я зрозуміла, що я ніколи в житті більше не хочу до этого докранацца. Понимаю тебя. Забить человека, ну... Вот представь, что они стояли вот так друг напротив друга. Саша стоял вот так с поднятыми руками, помнишь, это видео? Да, абсолютно. И просто в белой майке, и человек просто засаживает ему в грудь. И никому никакой угрозы нет, ничего. Вот я не знаю, это какое-то... С одной стороны, это скотское какое-то поведение, а с другой стороны, может, просто для него цена жизни, вот как у россиян, да, там стоит 3 копейки, там, человека убить за $100 там, это вообще как нечего делать, да, за бутылку водки. Тут я не представляю, и поэтому для Беларуси это стало, поэтому для меня это стало, потому что меня сразу толкнуло это, как-то это реализовать, потому что я пытался, и у меня еще так заложено было, что там, я вот из этих разговоров, которые вынес, какие-то мысли, я их заложил вот этому герою, но у него был второй герой, то есть это был его внутренний голос, который на сцене говорил, это то, что происходило у этого в голове. И во всех сценах участвовал с ним этот второй человек. Да. И это оказалось очень хорошим ходом, как бы, потому что можно было донести размышления человека, когда он разговаривает, например, с кем-то. Да. Когда командир с ним разговаривает, когда жена, когда любовница и так далее. И вот анализировать это достаточно интересно, потому что это человек. Ну, то есть он как бы человек, который принял какое-то чудовищное решение. Чудовищное. То есть и ты не понимаешь, как это. И ты пытаешься раскопать, как ты это решение принял. Я просто пам'ятаю, бо я у ту ніч, коли його застрелили, була там на Пушкінська і ховалася у кав'ярні, от побач. І я просто пам'ятаю, що хтось заходить в нашу хованку, ми там все позакривали жалюзі, каб не увірвалися силовики. І каже, що перший забіты, то бок вот навіна. І я разумею, што вось гэты чалавек, ён не проста яго забіў, так? Ён першым забіў, это была першая ахвяра пратэсту. Да, и это, знаешь, вот белорусов, если так брать в процентном отношении, их очень мало среди наемников. В основном это какие-то специалисты по взрывчатке, какие-то технологические эти самые. И очень много русских. И вот это как о многом как бы говорит, да, то есть все-таки поэтому для нас, что такое для России, там погиб кто-то, кого-то застрелили. Там их сейчас почти 1 миллион уже лежит в Украине, да, и ничего, да. А для нас это мы с тобой сейчас это обсуждаем, уже сколько лет прошло, а все равно в голове это вот так крутится. Не укладывается так. Як ви думаєте, зараз Лукашенко свої перевибори проведе у студені, так? І многие сподіваються, що після почнеться адліга. Не верю в это, потому что я не верю... Я вообще не знаю, зачем он эти выборы проводит. Вот смотри, утро, какого там, 25 да, января или какого там? 26-го. Вот представь, утро там, 27-го, выборы не проводили. 27 число, утро. Глава Центризбиркома появляется утром в телевизоре и говорит, прошли выборы, за Лукашенко 97%. Поздравляем президента. И что изменилось?
Люди скажут, так не было же выборов. И этот глава Центрального скажет, ну да, не было, ну и что? Ну цифра есть, все. И что, ничего бы не изменилось. Точно так же задавленные люди, замордованные, затравленные, не знающие, как прятаться, да, от всего этого. Что они? Они же не пойдут на улицу, они не будут ничего делать, потому что они будут знать, что сейчас уже будут просто стрелять. Да. Я не понимаю, зачем эта имитация. То есть просто деньги потратить. Ну, или такие, типа, Эйсмонт такая, надо, чтобы дедушка был доволен. То есть вот он будет сидеть собачку гладить и думать, что за него проголосовали реально 80% там, или 90%. Есть ощущение, что им треба гэтая формальность, как перевернуть сторонку, что как? Все 5 годов прошло, мы начинаем с чистого. Понимаешь, они хотят перевернуть страницу, но книги нет. Нет этой книги, где переворачивать, ее не существует, они ее сожгли. Вот когда в Трояковского выстрелили, вот они ее и сожгли, то есть она сгорела там. Вот о чем разговаривать-то? Нам не о чем говорить. Почему бы ему не начать там эту оттепель перед выборами? Или не начать было там год назад, или еще что-то. Ну, и зачем сажать тех, кто возвращается? Приезжает какой-то парень, едет на свадьбу там к брату, находят что-то в этом самом, 7 лет. Зачем? Чтобы что? То есть, чтобы никто не возвращался? То есть, логики в этом нет. Потому что у диктатуры есть одна логика. Это эволюция диктата. Да? То есть диктат эволюционирует, он совершенствуется. В чем? В подавлении нас всех. Ну и все. Больше другого нету функционала у нее. Он не может. Он для него... любая оттепель – это начало 20-го, наконец 19-го, начало 20-го года. Вот он так представляет, что и после этого начинается капец. А навошта Лукашенко Пяткевич вернул администрацию? Это такая была попытка неудачная, потому что почему Роженков? Это попытка вернуть то время, когда Пяткевич ездила в Америку, когда вот все было хорошо, и вот это был такой очаровательный, как люди думают, вообще демократия. Вот сейчас люди представляют, там, какой-нибудь там 2000 год, говорят, вот так демократия была. То есть ничего, что там поубивали. Только позабивали. У меня там у меня там Карпенко, Захаренко, Дима Завадский, это вот у меня было 3 близких мне человека. Вот просто их нету, да. Они вообще разные люди. А сейчас воспринимают все, что все можно было. С газеты выходили, это. Да, но вот эволюция диктата так и происходит. То есть по чуть-чуть, в конце и получилось в итоге дед, сошедший с ума. Калі б у вас была магчымасць паказаць один спектакль усім беларускім чыноўнікам, что вы им показали? Тебя, может, удивит, но оперу «Дикое полевание короля Стаха». Чему? Потому что это такой продукт, который у них бы челюсть отвисла. То есть они такого никогда не видели. И они не слышали такой белорусской мовы никогда. И я тебе скажу, что у меня был момент один, который, вот сейчас говорю, у меня мурашки. Мы сидим с вокалистами, у нас 6 вокалистов украинцев. Украинок. И я говорю, вот вам повезло, что вы входите, ваш язык входит в 2 языка самых певучих в мире. Я там не беру такие африканские, там, не знаю, но всегда считалось среди вокалистов, что 2 самых певучих языка – это украинский и итальянский. И поэтому итальянские оперы, как правило, звучат чаще других, а украинцы еще просто оперу не создали нормально. И они говорят, а что ты белорусский не называешь? Я говорю, потому что у меня папа вокалист, меня папа учил, что есть 2 языка таких. Они говорят, хорошо. Берет партитуру, говорит, вот эта строчка пропевается лучше, чем любая украинская. Эта строчка пропевается лучше, чем украинская. И вот так мне идут по партитуре. Я говорю, это что, получается, что белорусский может быть 3-й там? Они говорят, конечно. И я офигел. А потом, когда уже начали с вокалом репетировать и с оркестром,
И я сижу, и я понимаю, что я не хочу выходить из зала. И я смотрю, а все актеры наши, кто свободного театра, они все сидят, не их сцены репетируются, они могут пойти пить чай, а они все сидят и слушают. Это просто феноменально. И когда полетели просто из Америки самолеты в Лондон на премьеру, когда я увидел количество, у нас же в основном свободного театра спектакли посещают местные жители. То есть в Америке американцы, в Британии британцы и так далее. И иногда там 1% белорусов. А тут я в зал смотрю и офигеваю. Это просто какой-то белорусский сходняк, просто безумный. Там просто все. Вот просто люди, которые там... Человек, который работает там в компании Boeing на крутой должности, там кто-то айтишники какие-то, они все слетелись. И они говорят... Я говорю, а вы чего полетели-то уже-то? Настолько, что не ждали, что к вам привезут эту оперу. Они говорят, ты понимаешь вообще? Ты, наверное, сам, говорит, не понимаешь. Мы ни в жизни не слышали ни одной белорусской оперы. Вообще никогда. Ее нет. Поэтому я говорю, вокалистам говорю, я поэтому и не знал, что такой певучий язык, потому что я нигде не слышал белорусскую оперу. Где я ее могу? Ее нет там. То, что я слышал, там есть старое «Дикое поливание» Солтона, невыносимо скучно. Там ничего не поймешь, там не поймешь вообще этот язык. Там нету такого красивого, потому что Подгайская создала реальный шедевр. Как бы. И вот если чиновнику посмотреть, сказать, вот такое, ты бы пошел в оперу? Он говорит, пошел бы. Я бы сказал, что знаешь, что белорусы – это чемпионы мира по оперному искусству. Почему? Потому что, когда мы показывали на Ютубе на Рождество «Дикое поливание», его посмотрело 50 тысяч человек. 50 тысяч в Ютубе оперу. Понимаешь, да? То есть это никакое тебе не сядет там человек оперу смотреть на Ютубе. То есть он пойдет только в оперный театр. В Беларуси 50 тысяч. Калі вяртаеш пресу 90-х, то ствараецца ўражанне, што тады чыноўнікі рэальна атрымалі адказ перад грамадствам, так? Але зараз мы ўсё гэта згубілі. Чаму так адбылося? Ситуация была, что как бы какие-то элементы демократии не оставались. Да? Вот я помню период 90, не вспомню какой год, вот еще до прихода Луки, спикером становится Мячеслав Иванович Гриб. Милиционер, генерал-майор милиции. И он становится спикером парламента. И он выходит на трибуну в один из дней утром и начинает вести все по-белорусски. Просто вот в один день. И все такие, надо молчать. Потому что вот у тебя только что милиционер уже фигачит это. Потому что он понимал, что единственный государственный язык белорусский, и его нужно знать, как бы, ты никуда не денешься. А где-то, видимо, в пассиве был, и вот он так вот держался, хлоп, и как бы начал. Это тоже часть ответственности. То есть это часть твоего общественного договора, да, то есть что я буду это делать. И чиновник мог это сделать. Сейчас, во-первых, сразу вопрос, который задал бы Лука. А ты чего это вдруг? И что белорусскому? Ты что, латушка? Ну, то есть, вот что? И так, это, я говорю, такой простой пример. А если говорить про другие, вообще про ответственность, они поняли, что они, собственно, у них нет договора общественного. Его не существует в природе. Им он не нужен и не будет нужен никогда. Они сидят под Лукой, и Лука определяет, что им делать. То есть вот делать или не делать, если делать, то как, что они за это получат, все решает один человек. Поэтому ему тяжело решиться на то, чтобы уйти, он не может, потому что он же понимает, что поскольку ты один ответственный, с тебя будут спрашивать.
То есть чиновники эти всем, ты знаешь, что многие еще и на своих местах останутся, если никому не интересно. Там. Будут вот силовики должны ответить, кто применял силу, а главное ты, потому что ты им отдавал приказы. Ну вот, все. И поэтому как бы чиновники вроде как в стороне, они такие, типа, мы вообще ни при чем. Так их никто и фамилии не помнит. Ты знаешь, ты можешь назвать сейчас какого-нибудь там министра промышленности? Ну, я еще назову, але на вулиці, коли чоловіка спинить, то... А я, наверное, и не назову сейчас уже. Потому что я уже там, типа, какой-нибудь Вольфович, я уже не вспомню, какая должность. Але більшість чиновників навіть не висовується. Тобто, ще Вообще, міністр заміжних нігде, справ, да. і то тепер ні. Тобто, у часу Макея ще було, зараз ні. Поэтому, ну Роженков как-то будет высовываться, понятное дело, что у него такой все-таки есть тяга к этому. А так, ну кто, никому это не интересно. То есть, и главное же, что им даже... вот обрати внимание, много ли было уголовных дел там за взятки? У меня когда-то там раз в полгода появляется, как кого-то из чиновников взяли за взятки, у меня ощущение, что сумасшедший какой-то. То есть это он не понимает. А потом называют сумму, я говорю, ну понятно. То есть эту сумму не каждый пойдет на работу сходит. То есть, вот такая... Потому что Лукас понимает, не будет никаких взяток. Не будет. То есть просто... Потому что он не разрешает. Да, ему это важно, что он не разрешил, поэтому коррупция. А все понимают, что просто дадут тебе там, как нефиг делать, 20 лет. И пойдешь, и все. Ну, то есть у человека диктатура, она же, все думают, что, ну вот видите, это же что-то хорошее. Ведь он же вот коррупции же нет такой, как в России, чтобы там все деньги пилили. Так это не хорошо. Просто суть в чем, не хорошо, не плохо. Суть в том, что Лука считает, что весь государственный бюджет – это его деньги. И получается, если они там друг другу взятки дают за что-то, так это они его бабки делят личные. Все, у него своя логика. И поэтому он так живет. Он живет до сих пор в парадигме вот этой завод, это вот эти бетонные цеха, это они стоят дорого. Это сносить это дорого. А вот это вот построить сейчас, китайцы строят аэропорт за 2 недели. Ну, то есть... А что вы помните из 90-х, Вовля? У меня, с одной стороны, понимаешь, у меня как раз было время перелома, я потерял друга, который он был у меня исполнительным директором в галерее. Была такая коммерческая история, когда нас прессовали очень сильно. И хотели от нас всего поиметь. И в итоге он покончил с собой. И у меня он остается, я до сих пор, уже сколько лет прошло, а я все время обращаюсь к нему, вот как бы в голове. И это произошло в 93-м. А потом, 94-й, как бы выборы, и у меня галерея очень успешная, которая там, наверное, одна из лучших, наверное, в Минске и в Беларуси, а помимо этого по всему миру еще уже выставки возили. И все останавливается в один день. У меня стояла очередь из спонсоров, то есть это сейчас невозможно представить, когда у тебя очередь из спонсоров, не ты к кому-то просишься, а они такие, давай вот это. И у меня бизнесмены разбирали выставки, кто что будет финансировать. И вдруг в один день все, остановилось, все, выборы. И я уже понимаю, что после выборов ничего не вернется, потому что будет все хуже. И мне звонит Петя Марцев. И Петя говорит, мне нужен главный редактор для приложения к БДГ. Я говорю, Петя, я во-первых, я же не журналист. Он говорит, а мне журналист и не нужен. То есть мне нужен главный редактор, потому что мне нужно придумать продукт. Я говорю, первое, я не хочу руководить приложением. Второе, я не хочу руководить о рекламе. Не, звучит так себе реально. Да, это странно. Представляешь, какое время? Да? И он говорит, а что ты хочешь? Я говорю, вот о людях. Если о людях, и если это самостоятельный еженедельник, то, наверное, да. То есть тогда я готов. Он говорит, ну давай, мы тогда и посмотрим по ходу. И мы закрылись на неделю в кабинете.
Еще был Саша Федута, еще я привел Диму Плакса, который тоже художник, даже не имел. Саша филолог, Дима художник, я на тот момент художник. Петя единственный журналист. И мы придумали газету, в которой придумали все от начала до конца. Это начиная от там, рубрикации и концепции, заканчивая там этой последней страницей, где я делал коллажи эти каждую неделю, и которые по офисам везде висели. Как бы. И у тебя меняется жизнь просто вот в один день полностью вообще. То есть ты переформатировался, то есть у тебя больше нет галереи, у тебя теперь есть газета. То есть это очень похоже на Ричарда Брэнсона, да, который пришел в совету директоров компании своей Virgin и говорит: мы больше не будем продавать музыку. Они говорят: а что мы будем делать? Он говорит: мы будем самолеты летать. Пальцем у виска. Вот у меня приблизительно переход был такой тоже. И такие, главный редактор. Странно, как бы. Ну, я тут же отказался, выпустил пару номеров и тут же отказался от должности главного редактора, потому что я не хотел редактировать материалы. То есть, вот просто вообще Скукотень. Скукотень дикая вообще. Я хотел самому там писать, тусовать, придумывать что-то. Это самое. Я перевел себя в замы и стал счастливым в этом отношении. И вот это было время... Вот Лука пришел, да, и это время очень, очень странное, потому что дофига чего было разрешено. Дофига. То есть, во-первых, это когда ты можешь... Сейчас у меня Паша Данейко был в программе, мы вспоминали, как мы в буфете в чашках от кофе пили коньяк, сидели, то есть, в парламенте. То есть это вот так, ребята, пришли, перерывчик кофе. Или когда сидит Андрей Климов и такой берет газету «Имя» свежую, переворачивает, а там я сделал такое объявление, на котором написано, типа, снижу себестоимость, запущу заводы, там, и буду жить припеваючи, и номера телефонов. И я взял и поставил реальный номер телефона администрации президента. Вот сейчас бы расстрел был, просто расстреляли бы. И сидит Климов, у которого единственный мобильный телефон тогда, мажорный был, и телефоны только появлялись. И он берет так газету раз и набирает этот номер. Говорит: алло, мне специалист нужен по запуску заводов, снижению себестоимости. Понял. Войдет и говорит: нет у них такого специалиста. И вот такая, знаешь, жизнь, которая такая немножко стрёмная, потому что ты ничего не понимаешь, но очень веселая. То есть ты все время казалось, что впереди будет что-то хорошее, но ты при этом же чувствуешь, что может быть плохое. То есть вот это странное раздвоение. Такая биполярка у всех была. Потому что кажется, что вроде открываются возможности, а в то же время вот этот стрём, когда вдруг Лука, начинаются эти референдумы. Вот это все, ты такой: так, что за... И вот понеслось. А потом я понял, когда вот эта оппозиция начала вот эту перестройку свою, да, вот эту с рельс политики на рельсы НГО, я понял, что это какая-то печальная история. И был момент, который я был в Варшаве здесь, на стажировке в газете «Выборчий». И мы сидим вдвоем у Адама Михника в кабинете. У нас по стакану с виски, он крутит вот так волосы на палец. А я ему рассказываю, что Луки скоро не будет. Это 96-й год. Все, у него там, он ничего не умеет, денег нет, народ выйдет, топорами загонит его в стойло. И Адам такой сидит и говорит: не, Коля, у нас такое было, когда вот эта зима ваша, весна наша, не. Говорю: а что, ты думаешь больше? Он говорит: 16 лет. Я думал, у меня сердечный приступ будет. Я говорю: ты меня сейчас напугал так, что я не могу себе представить. Это получается суммарно 18 бы получалось. То есть 2 года прошло уже, типа еще 16. Получилось 30. То есть с 16 звучало очень страшно. Он понимал, что этот сделает там, пройдет 2 срока, потом обманет и опять сделает еще 2 срока. Вот он так приблизительно выстраивался. И в итоге как бы получилось 30.
и ты все время думал, что а вдруг, но при этом ты понимал, что никакого вдруг не будет. У меня так было однажды, я играл с своим другом в настольный теннис, я когда-то занимался чисто теннисом, и он играл всегда лучше меня. И счет, типа, до 21 играем, счет, типа, 19, в его пользу 19, там, 12. И я так собрался и думаю, ну, а вдруг? И вот тут вот разверзлись небеса, и Иисус снизошел и сказал: вдруг не будет. Сейчас ты свои 2 очка получишь и пойдешь. И так и получилось. Правда життя. Да. А расскажите, как карты стваралися? Это была история такая. Все понимали, что нужна какая-то инициатива, которая бы как бы легализовала объединенную оппозицию. Всю. Начали писать текст. Больше всех в этом преуспел Володя Мацкевич. Ныне политзаключенный. Это сейчас я всех, кого перечислять буду, они все в тюрьме сидят. Не все. Пару человек здесь. И он пишет текст, он долго редактируется, долго. В итоге выдается этот текст. И мы делаем такую штуку. Первым подписывают 100 человек. Это известные политики, общественные деятели, я в том числе. И этот текст публикуется. Договариваемся со всеми изданиями, везде выходит. И мы начинаем сбор подписей под хартией. Как акции. То есть люди ходят и собирают подписи, согласны ли они с этим текстом. И в итоге там тысячи добавляются. Тысячи. А у 2 словах, что было у текста? За все хорошее против всего плохого. Там никаких фокусов. Демократия, принцип разделения властей, Беларусь превыше всего и так далее. И в итоге вот во что это превратилось. Як это стало СМИ? Ну, был Олег, наш друг же, Олег Бибенин. И Олежка сразу начал делать сайт. А Радину я взял в газету «Имя». Я объявил на вакансию журналиста в отдел новостей. Пришло что-то под 40 человек. И среди них она была. Ей было 17 лет. Она училась, только поступила на журфак. Я ее взял. Она у нее была такие поджатые губы, такая, знаешь, как будто внутри она говорит: я вам всем покажу. Такая. И оно тогда получилось. Потом она уже там, когда редактором, она уже не могла быть. То есть она сейчас есть этот стереотип, что она там главный редактор Хартии и прочее. Ну, там нечего редактировать. Это не главный редактор, это человек креативный, который должен придумывать концепт, как бы. Он должен и этот концепт требовать, отслеживать и быть таким своего рода Стивом Джобсом, таким в медиа. Да. Она журналистом была неплохим, а потом это уже ее там проблемы, кем она стала редактором. И Олег, потом начали подтягивали людей самых разных, там потом уже и Саша Отрученков, и в итоге Федя Павлюченко, прочее. Потом все это начало опять-таки коррумпироваться за счет того, что как бы слишком там было желание у некоторых особ превратить это все в такую дойную корову, как бы. И мы все потихонечку ушли с разной степенью скорости. Потому что, допустим, я просто ушел, потом остальных просто начали там выдавливать, потом придумывать, что они там то воровали, это они не были допущены никаким деньгам вообще. Это люди сидели, которые работали журналисты. Какие там, что он может у тебя скрепки украсть-то? Ну и в итоге это получился такой триумвират. Санников, Бондаренко, Радина. Ну, вот превратилось это все в такой... Естественно, ни о каком уже там, вот этом для платформы для оппозиции речи не шло. А что вы думаете про то, что ось зараз мы доведались, что Неузлин финансует Хартию? Я это знал еще до выборов 2010 года. То бок эта история долгая.
Конечно, это 1,5 лет, идет. Это тогда еще он начал это, и там Ира Халип с ним была знакома, он начал финансировать, и так и финансировал. То есть меня это не удивило, то есть я прекрасно понимал, что тогда же появился такой слух, что русские финансируют Санникова, поэтому он пошел в президенты. Но я не думал, что он будет избирательную кампанию там какую-то еще финансировать. Но в итоге вот это превратилось вот в это. Теперь это получается токсичная структура, которая там русскими финансируется. Все. А який інтерес Невзлина? У Невзлина, вот если ты обратишь внимание, то, что он финансирует все медиа, которые поливают Тихановскую. Что это за игра, и что это? Это какой-то... Я не очень понимаю. То есть, где Невзлин, где Тихановская. Сидит в Израиле эмигрант на деньгах. И хорошо, Тихановская плохая. И что? В чем бенефит? То есть что? Ты хочешь что-то предложить вместо или что? Вместо нельзя, нет, не получается. Ее избрали, ты ничего вместо не дашь. И получается по концовке ничего не понятно. То есть очень интересно, ничего не понятно. Как в спектакле Белорусского свободного театра. В итоге вот он их кормит, это все превратилось в такую уже какую-то финансовую структуру, когда у тебя оплачивается, тебе жилье оплачивает сайт, когда тебе там ты можешь себе купить квартиру, когда ты вообще-то на что ты купил квартиру? То есть как это? То есть ты нигде не работал? То есть, как это? То есть сейчас эти вопросы начали. То есть если там. А хто купив квартиру? Ми про кого можемо назвати? Про кого говорка? Так это все знают. Бондаренко купил квартиру в Варшаве здесь. Ну, это я смотрю, что никого не удивило. То есть, купил и купил. Я говорю, да не, я не очень понимаю, то есть, если ты существуешь как бы за гранты, на какие деньги ты купил квартиру, то есть, как это? Значит, ты не тратишь гранты на дело, а что это? Ну, в общем, странная какая-то вся конфигурация. И это все между собой обсуждали всегда, и никого это никак не удивляло. Типа, так это же хартия. Да, ну да. А ўвогуле добрыя расійскія алігархі, мільярдэры, яны існуюць у прыродзе? Увогуле браць ад іх грошы беларусам гэта окей? Нет, не окей. Я про одного олигарха, который демократ, и который не живет в России, мне предложили поговорить с ним на предмет финансов для театра. Я сказал, что, знаете, пусть даже он и трижды оппозиционный Путину, но это вообще не моя история, потому что, это, странно как бы для меня будет. И потом я разговариваю у меня есть подруга, которая с ним работала на протяжении многих-многих лет раньше. Я говорю, тут предлагали к твоему шефу пойти поговорить насчет денег, что есть какой-то там контакт такой, который хочет этого. Она говорит, никогда не делай этого. Это человек, который с ним работал. Я говорю, а почему? Я говорю, я уже не сделал, но почему? Она говорит, потому что он об этом объявит в тот самый момент, когда тебе это будет максимально невыгодно. Я говорю, да, уберег мой ум меня уберег, как бы. Это же удар по репутации дикий. То есть я думаю, что хартисты даже не понимают, что это такое, как это сейчас выглядит. Это, знаешь, у меня был момент, я его тоже, я публично его не озвучивал, но я его озвучивал в офисе Светланы для некоторых сотрудников. Смотри, какая получается, не все в наших силах, да? Офис находится в Литве, то есть, как и редакция на шине. Его безопасность финансируется литовским правительством. В этой структуре законно избранный президент страны. И литовское правительство начинает гонения на белорусов. И получается, что офис ставит в ситуацию, вы финансируете меня, а я
получается, уже... И вы белорусов отсюда там вышвыриваете. Понимаешь, двусмысленность, да? Очень... И при этом ничего дурного никто не сделал. То есть это просто ты попал вот в такую политическую катаклизм, да? То есть как бы из него выбраться очень тяжело. И если ты скажешь, что я переезжаю, мой офис переезжает, допустим, в Польшу, да? Здесь-то можно договориться с Сикорским, как нефиг делать, то есть о том, чтобы они приняли. Но это уже тогда получается международный конфликт. И вот это условие современного мира для белорусов, да, когда ты хочешь, ты попадешь в ситуацию, не хочешь, тоже попадешь в ситуацию. То есть я не знаю, как с этим сейчас, как на эту тему рефлексировать, что предлагать, что думать, как бы, не знаю. А что вы думаете про теперашняга новага міністра культуры, актера Руслана Чарнецкага, які выступал в Таиланде? А чем это лучше начальника отдела кадров стекольного комбината Неман, стеклозавода Неман? Ну, та же фигня. Ну, это, вот эти все приспособленцы, это такая... Я не знаю, кто министр культуры в Великобритании, понятия не имею. Я вообще не знаю, есть кто-то там на этой должности или нет, неинтересно. И тут должно быть мне неинтересно, потому что Министерство культуры должно заниматься сохранением наследия. Все, больше ничего. Музеи, наверное, библиотеки там же должны быть, и потом там какие-то архивы и прочее. Все остальное, ну и, наверное, 2 театра можно им отдать еще там. Вот вам Купаловский, вот вам оперный, вот занимайтесь. С тем самым обозначенным бюджетом. Да? Остальное все не ваше дело, не лезьте. Потому что культура точно так же должна жить, и искусство, мне ближе термин, должна жить точно так же свободно, как и должны бизнесмены жить, как и должны спортсмены жить. А у найлепшай Беларусі, у новай Беларусі увогуле міністр культуры трэба? Ну, я говорю, что я бы Министерство культуры, я бы сделал, как и в Великобритании. У нас есть возможность сейчас, допустим, если ситуация поменялась, есть возможность взять лучшие варианты из разных систем. То есть тебе не нужно самому что-то выдумывать. И не нужно брать эту советскую нелепую систему. Да? Потому что в Совке-то она же работала. Почему работала? Потому что все деньги были советские. Они вот отдавали туда, а те там распределяли по списку. Все. И все было в одном кармане. А тут получается, что тебе нужно придумать систему, точнее, сложить лего из тех систем, которые уже есть. Например, из Британии ты берешь, вот это министерство, оно занимается только какими-то культовыми для страны. Вот они должны вести переговоры с русскими о возвращении там, креста Ефросиньи Полоцкой. Или покупать Библию с Корины, которая выставлена на аукцион. Вот этим они должны сохранять то, что те артефакты, которые я хочу показать ребенку. Это наш крест Ефросиньи Полоцкой. Сынок, понимаешь? Да, понимаю. Вот он. И тогда это понятна их функция. Но должна быть создана организация, как и Arts Council. Даже нам, наверное, не нужно 2 организации. То есть, потому что все-таки Британия большая, и ей есть за границей что представлять. Да? Нам пока, дай бог, окультурить внутри. Да? И одна структура может финансировать и проекты, которые показаны будут за границей. И отдать функции, собрав туда там, то небольшое количество экспертов, которые у нас существуют в стране. Хотя можно найти людей. Есть эрудированные, толковые, понимающие люди. Их не так мало, как кажется. И все. И тогда ты точно не вспомнишь фамилию. И это будет не этот актеришка. Он точно не сможет стать этим, потому что ему еще надо понять, что такое крест Ефросиньи Полоцкой. Слуцкий пояс, это он думает, что это ремень, которым батя его лупил, сделанный в Слуцке. На кожгалантерейной фабрике. Ну, то есть, это вообще не наша система. И при этом ты можешь из Америки взять систему, когда освобождение от налогов частных денег, которые идут на искусство.
То есть бизнесмен перечисляет определенную сумму, эта сумма не облагается налогом. Да. Здраво. И там есть, например, даже такая система, которая, когда ты, допустим, там Белорусский свободный театр ставит спектакль, там стоит бюджет 1 000 000 фунтов. Ты вкладываешь этот 1 000 000 фунтов, а потом тебе государство 250 000, например, возвращает. Да, потому что ты создал культурный продукт, он подходит под такую-то номинацию и так далее. Государство тебе благодарно, что ты его сделал, показал, молодец. Да? И таким образом они тот 1 000 000 же они давали, понимаешь, да? То есть они тебе только могут, ты посчитаешь, что они тебе просто еще чем-то помогли. Да? Ну, а так, система, и вот так, если взять из всех систем что-то толковое, и причем у нас это можно легко интегрировать сразу, да, потому что у нас не такая большая страна, чтобы там мучиться, придумывать что-то там. Там можно быстро достаточно работать. Но эта система, она просто... Причем она же не 20 века, она 19 века. То есть это вот еще там при царе Горохе был какой-то департамент, там какое-то казначейство, которое там выдавало деньги им. А якого міркування ви притримуєтеся про Павла Латушку? Він колись був так само міністром. Мы дружны с ним. При этом я ему, когда мы только познакомились и начали общаться, я ему высказал все свои претензии. То есть, что самые большие гонения на свободный театр были в тот период, когда он был министром культуры. Что он отказал на это? Нет, я знал просто ситуацию, ему не нужно было там каяться передо мной, потому что я знал, что это была не его работа. То есть это делал Администрация? Покойный, да, тогда возглавлял... Маккей, да. И это Маккея был проект. То есть и в том числе объявить нас саентологами, там, и там целый просто кудесник фантазии был. И поэтому мы это все обсудили. Потом у нас был разговор о том, что я говорю, что ты хочешь дальше. То есть как бы ты себе представил карьеру свою. Там, мне было это интересно. Там, он мне рассказал, и мне понравилось то, что он говорил. То есть это лучше пусть он говорит, это не я все-таки. И у нас хорошие отношения очень. И более того, Павел тот человек, которому я могу просто там позвонить ночью. Позвонить ночью и сказать, там, вот завтра утром встреча такая-то у меня там, как думаешь, что там? Вот? Он бодро расскажет, как будто он и не спал. То есть он молодец. У него, конечно, вот эта черта его... Трудоспособность, она безумная. Это вот удивительно, что это как раз два человека, которые сейчас вот в таком во главе процесса, да, он и Светлана. Они просто вот, кажется, двужильные. Но я понимаю, что это все очень тяжело дается. То есть и по здоровью тоже шарашит, дай бог. Президентом бачите его? Ну, почему нет? Это будет он решать. Что я думаю, он хотел бы стать президентом, потому что для политика это вообще как бы мировой рекорд, да, стать президентом. Да, вижу его легко, потому что он сможет балансировать, он сможет как бы, во-первых, отстаивать позицию Беларуси, а не свою. Почему нет? Но я также мог и Бабарыка видеть президентом легко. То есть совершенно, потому что, более того, я его изучал, когда он уже был в тюрьме, и когда выборы, когда пошло, там я очень много комментировал для разных медиа по всему миру. Там, и когда про него спрашивали, мне надо было как бы это понять. И я с очень близкими многими людьми с ним поговорил, и я его понял как персону. То есть вот я понял про что он. Про что он? Он, во-первых, это человек добрый изначально, и это просто очевидно. Второй – это человек со стратегией. То есть у него стратегия была на всех фазах. Что бы он ни возглавлял, у него была стратегия. Когда говорили, что он русский, и когда Поздняк нес эту всю билиберду про то, что это Москаль, Газпром и так далее, Поздняк просто историю забыл. Он просто не помнит. Бабарыка возглавлял Банк Олимп. В то время
когда в Беларуси была диктатура, а в России была как бы демократия. То есть тогда это была демократия. И кто хотел бы объединиться с «Газпромом», все банки, приблизительно все, каждый возьми, и каждый бы сказал, да мы хотим, конечно. Но этот смог предложить концепт, смог провести переговоры, смог договориться и вошел в этот пул. Естественно, он его не мог потом уже отбросить. То есть ты уже никуда не денешься. То есть ты уже поменялась ситуация в России, но ты уже не можешь выйти из этого. Хотя, может быть, он бы, может, и хотел бы даже. Я понимал, что это человек, который, да, вот попал в такое время. Но принять тогда решение пойти в президенты, это была самоубийственная история. Но он на это решился. Потому что он начал выбирать миссию, чтобы себя, как сказать, не знаю, как это сказать. Когда у тебя уходит из жизни, нелепо уходит твой самый близкий тебе человек. Жонка у выпадку Бабарики. Да. Ты хочешь что-то сделать. Ну вот как бы, чтобы себе придумать новый смысл. И он вот так и нашел этот смысл. Посоветовался с сыном, посоветовался с дочерью и пошел. И вот где он оказался. Да. И сейчас он проходит тот период, который мало кому выпадает. Когда ты был кандидатом в президенты, он стал заключенным, да, и при этом ты не совершил ничего. Мені здається, що у твою канву, яку ось ви зараз розказуєте, вельми кладеться те, що все ж таки у його повинна була бути стратегія. Он просто думал, что, ну, все-таки можно будет... Что ён уже шмат зробив для Росії, і Росія може на його поставити. С ним было очень легко проводить переговоры. С ним легко разговаривать. То есть он легкий в этом отношении человек. С ним не будет упираться в его личные интересы там, и прочее. То есть и тут вот начинаешь, когда складывать пазл, да, вот его коллекция, да. Коллекция произведений искусства. То есть у меня была галерея, я был художником, выставлялся там по миру, прочее. Я знаю, что такое коллекция. То есть не каждый набор даже очень дорогих артефактов можно назвать коллекцией. Коллекция – это в первую очередь концепт. Он может быть, эти вещи могут быть недорогими, но если в них четко линия концептуальная выдержана, то это будет хорошее. Вот он создал, не будучи куратором, не будучи искусствоведом, он создал хорошую коллекцию. Потому что он взял очень узкий сегмент, очень правильный, и сам отслеживал появление на аукционах артефактов. А значит, он может интегрироваться в любую тему. Значит, он может изучить и принять правильное решение. То есть для меня поэтому он был тоже таким человеком, который, наверное, я бы, если бы голосовал, наверное, изначально я бы за него голосовал. И был момент очень смешной. У меня российский журналист, который тоже сейчас в бегах, расследователь такой, он тогда очень много работал на освещении Беларуси, и он мне звонит вечером как-то и говорит, вот как раз идет разгар этого всего, и он говорит, я понял отличие русских от белорусов. Что значит? Он говорит, я говорю, ты откуда вообще, что сейчас, где? Он говорит, я в аппаратной сижу, монтирую материал про белорусские выборы. Я говорю, а что там тебя так уже зацепило? Он говорит, мужик на Аршанской железной дороге с гаечным ключом. Что он все сказал? Он говорит, что он бы голосовал за Бабареку. Я говорю, и что тебя удивило? Он говорит, представь себе в России рабочего, который голосует за банкира. И я понял, что это правда. А он такой, наша аргументация такая, толковый вроде, молодец, ну и не злой. Так и есть, все. Але я чула думку, мені здається, що яна добрая думка, що беларусы хочуць дабрабыту, і ў Бабареку бачили магчымасць нарэшце зажыць. Да, безусловно. И это такой, плюшевый Трамп у нас был. То есть это человек, который мыслил бы через экономику, а значит, политики, возможно, делал бы ошибки, особенно в международной политике, потому что у него
Я с удивлением обнаружил, что у него в штабе не было человека, который курировал бы международный контекст. То есть вообще в штабе не было такого человека. И это было очень странно. То есть это для меня, как человека, который работает с разными там странами, это был один из важных факторов, да, то есть как располагать себя, в том числе там, и с послами и прочее. Ну, да, это был бы такой, во всяком случае, это был бы интересный вариант. И мне кажется, что голосовали многие за него бы еще и потому, что вот как голосовали за Шушкевича. Я с Юрой Даркохрустом обсуждал это, почему мы с ним голосовали за Шушкевича. И мы пришли к выводу, что мы голосовали из-за собственной безопасности. Мы знали, что он нам не навредит. Он не будет для нас закрывать газеты, гонять нас палками по стране. Там. Нет, он был слишком умный, образованный, тактичный. И мы видели свою безопасность в нем. Так это, наверное, и за Бабарыку так его вот эти рейтинги сумасшедшие были, видимо, и поэтому же тоже отчасти. Яшчэ многія не раз называлі, што добрым кандыдатам, магчыма, найлепшым для Беларусі быў бы Алесь Бяляцкі на пост прэзідэнта, як сумленне нацыі. Да, Олесь, мы друзья уже слишком много лет, тоже там с начала 90-х, и мне всегда его... Я его всегда любил, потому что это, знаешь, отчасти, видимо, мной движет все-таки, когда я ценю людей, у которых есть чувство юмора. И Олесь, он поражает всегда. Вот Витя Ивашкевич такой же был. То есть, и поэтому есть самоирония, есть такой веселый характер, который ты видишь, что это какой-то, не, человек первый, там, не подлый, что он может расположить к себе других, что в политике важно. У меня только вопрос, пошел ли бы Олесь на выборы. То есть не факт. Потому что далеко не факт. Утром всегда был период, когда гулял с собакой в 7 утра по берегу Свислочи. И Олесь бежал на пробежке, и мы только махали друг другу. Иногда он останавливался, иногда мы что-то перекидывались словами, расходились опять дальше. Но вот эти минуты, это какие-то, знаешь, как видно, что ему... Он такой человек, который хотел бы созерцать Беларусь. У него это созерцание в нем очень мощно. Он поэтому стал правозащитником, потому что он видел, где проблема. То есть он видел все эти и нарушения, все это, и у него очень высокий уровень эмпатии, и он и таких людей вокруг себя собирал. И поэтому феномен весны появился. До поры было там 2 главных правозащитных организации. Хельсинский комитет и «Весна». И «Весна», все хотели больше работать с «Весной», чем с Хельсинским комитетом. Все, без исключения. Потому что Олесь? Потому что он подбирает таких людей, которые тоже такие же комфортные, как он, которые спокойные, которые могут говорить и делать дело, а не там выступать на конференциях в основном. Да. И поэтому его опять-таки избрали главой конфедерации этих правозащитных организаций международной. Он же был не главой, а вице-президентом. Он тогда не был никаким Нобелевским лауреатом, ничего. Но просто Олесь стал вице-президентом всемирной этой структуры. Почему? Потому что в нем всегда видели вот такого человека. Лукашенко, здаецца, па-ранейшаму ўсё ж таки важна, як ён выглядае ў вачах захаду. Менавіта таму ён яшчэ дае інтэрв'ю BBC. Можа быць, напярэдадні новых выбараў яму б было добра правесці промо-кампанію вызваліць Бяляцкага, пра што б написали абсолютно все, потому что Нобелевский лауреат. На самом деле материалы о нем все время выходят, то есть в разных частях. Это просто я понимаю, что вести даже переговоры по его освобождению бессмысленно и невозможно. Радек Сикорский, у которого куча инструментов давления на Луку, даже он пока не может продавить освобождение по Чоботу. Даже он не может, понимаешь, это... Потому что когда Лука поймет, какую цену он получит за этих людей, тогда он их освободит. Когда он сочтет нужным. Так, к сожалению, такая раскладка. Тот же Радек, он просто очень давно знакомый с ним и с его супругой. Он человек, который во время афганской войны служил в Афганистане. Не служил, а он был там как бы журналистом. Но я ему всегда говорю, что я знаю, каким ты был
журналистом. Я только не знаю твое воинское звание. То есть, какое оно у тебя было, да? Американским был журналистом. Можешь представить, какие были американские журналисты в Афганистане. У него, за счет вот этой его профессии, у него есть очень много, у него спектр алгоритмов давления на диктатуру, на это самое, у него очень большой. У него при этом работает еще и фантазия. Он знает, как можно подъехать к Лукашенко и к такому, как Лукашенко, а то и хуже, как к Саддаму Хусейну подъехать. Да? Но это даже не помогает. Хотя я понимаю, почему, когда люди говорят, там, что типа вот, почему занимается только почобутом, там, это не надо так думать. Просто не нужно так думать. Не потому, что Анджей поляк. Не поэтому. Отчасти поэтому. Мы, еще одна украинская организация и еще американский пенцентр, мы вели в три наши структуры, вели кампанию по освобождению Олега Сенцова. И вплоть до того, что мы даже сделали концерт для украденной земли, это концерт бумбокса на линии разграничения с Крымом. Мы хотели, чтобы вообще не было зрителей, но из Крыма пришли зрители, то есть в последний момент. Потому что мы даже держали это сначала в тайне, чтобы только отснять. И концерт шел, показывает, офицеры охраняли нас, которые, там все было, все, и Министерство обороны, все поставлены на уши. И дает мне бинокль, говорит, я смотрю, а там лежат вот так ряд снайперы. Они как бы на территории Крыма. И это жуткая такая история. И почему Сенцов? А почему взяли одного? Да? Потому что мы понимали, и потом это Андрюха Хлывнюк озвучил, что это крючок такой. То есть на этот крючок, если вытащить Сенцова, там, например, договаривались мы, допустим, с театральными кинофестивалями, что можете не продавать одно место. Там они говорят, да, что? Мы туда просто бумажка, Олег Сенцов. И это делали все кинофестивали, во всех залах. И это шло просто везде, потому что все фотографировали эти стулья, да, там как бы, вот, типа, он тут должен был бы быть. И вот этот концерт для земли, потом там куча всяких мероприятий. И его вытащили. И он стал таким знаком, как можно вытаскивать через обмены, через договоренности, как можно вытаскивать предзаключенных. И так вытащили очень много людей. То есть это было прям каким-то потоком потом пошло. Да? И вот Радек понимает, что Анджи – это вот такой крючок. Да? Если ты сможешь каким-то алгоритмом его освободить, значит, ты найдешь алгоритм, как остальных начать вытаскивать. Поэтому пока это все печально и, к сожалению, пока не движется. Я абсолютно не зрозумела, чому Лукашенко его не вызволяє. Потому что Лукашенко поднимает цену, поднимает. У него он вот как тот цыган, который лошадь в задницу надул и привел продавать на рынок, да. И ему говорят, там, она столько не стоит, а он говорит, нет, еще больше стоит, да. И поднимает цену. Ему дают деньги, а он еще, это мало, еще давай. Там. И вот эта фигня происходит. Он же договорился до того, что пусть Сикорский приедет, и я ему отдам почобу-то. Потому что ему нужно, чтобы Сикорский, а желательно, чтобы он еще на коленях пришел, да? То есть тогда да. И вот это сейчас такая цена. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з намі. Расскажите, як вы были заангажированы в процесс принятия санкций? Странная история, потому что по логике я не должен был в этом находиться. Потому что это произошло в 2011 году, в январе началось. Потому что все оказались в тюрьме после выборов 2010 года. Мы сбежали в новогоднюю ночь из страны, и 3 января у нас начинались гастроли в Нью-Йорке. И мы приехали в Америку, большие, длинные, очень такие, в итоге растянувшиеся там на 3 месяца.
Приехали туда, и все друзья оказались в тюрьме. Нас там искали, ловили, но не поймали. И поскольку мы в политике-то давно, и друзей там огромное количество в разных странах среди политиков, то мы поняли, что нужно какое-то давление на режим, чтобы начали освобождать политзаключенных. И мы поехали в Вашингтон вот, по округу, по всем друзьям, и добрались до Хиллари Клинтон, которая была тогда главой Госдепартамента, и договорились о санкциях. И они были очень быстро введены, буквально там с начала переговоров, наверное, за 3 недели. И эти санкции помогли освободить людей из тюрьмы. И мы поняли, что это действенный механизм. То есть Лукашенко тогда, ну, правда, не сразу, конечно, всех, но постепенно начал освобождать. Там большинство не досидели свои сроки. А когда наступил 20-й год, мы уже были, ну, мы одновременно там сотрудничали и с британским МИДом, и с Госдепартаментом США, и с разными МИДами разных стран, и с парламентами и так далее. И получается, что когда ты там попадаешь в это новые условия, да, то есть ты вот снова посадки, снова люди в тюрьме, ты берешь тот старый механизм, который оказался эффективным, и начинаешь его продвигать, но уже на другом уровне, уже мы там и в ООН, и во всех международных структурах. Ну и все, тебе верят, потому что все понимают, что ты это делаешь не потому, что ты политик или потому, что тебе нужно делать политическую карьеру, а просто ты там пытаешься там противостоять этому произволу и пытаешься освободить там своих друзей. А друзей там сидит сейчас столько, что страшно представить. А як ви лічыце, навошта прымаюцца вось такія дэкаратыўныя санкцыі, калі, напрыклад, начальніка бабруйскай калоніі не пускаюць у еўразвяз? Як бы яму і так это не трэба. Это как бы стереотипное мышление европейских, там, даже не политиков, чиновников, которые я вообще не очень понимаю, когда санкции вводятся против там судей и прочее. Они никуда не ездят, и они никуда и не поедут. Да? То есть возьми тогда и введи по наименованию профессии. Да? Белорусские судьи, визабан. Все. И тогда ты понимаешь, что да, потому что они в той судебной системе, которая принимает политические решения. Поэтому, ну да, так они все должны быть. Силовики тоже все должны быть. Но они начинают работать вот как, допустим, работают по санкциям с какими-нибудь странами, где нет диктатуры. И вот человеку там визабан, да, и для него это реально большое наказание. То есть он реально себя чувствует ущемленным и прочее. А они берут этот же механизм и применяют его к диктатуре, где вообще другая история, где нужно гораздо серьезнее работать и по экономическим санкциям. Где и люди выезжают за межу, как бы раз на год, и то и в Турцию. Да, и на самом деле спрашивают, почему там бизнесменов, да, многих, там, которых не санкционируют. Простая история. Если ты вводишь санкции против человека, и это не подтверждается юридически, то есть если в суде он может это оспорить, и суд примет решение в пользу него, то проигравшим становится Евросоюз. Они не имеют такой прям глобальной экспертизы, да, и они могут, было такое, когда загоняли под санкции какого-нибудь бизнесмена, в его структурах работает там 10 тысяч человек, обычных белорусов, да. Как оказалось, он все свои контракты получал через тендеры. Вот вы его чего трогаете? То есть вы просто тогда сейчас бабахнули не по нему. И причем непонятно, почему вы его, потому что на самом-то деле он как бы просто бизнесмен. Ну да, он работает при диктатуре, ну так и бывает. Но ты ударил по 10 тысячам человек, то есть которые вообще никакого отношения ну да, они платят налоги там, в диктатуре, ну а что им делать? Умереть как бы? И поэтому вот эти все перекосы, они работают, они продолжают работать. То есть, и поэтому много санкций неэффективных. А иногда это принимается еще странами
синхронно и синхронизируя, да. И одно дело, когда ты синхронизируя, допустим, против калия вводишь санкции, а другое дело, когда ты синхронизируя вводишь санкции там по директору Бобруйской колонии. Странно вообще. И туда же входят еще там Канада и Австралия, то есть он не поедет в Австралию. Вы важную тему закранули, тому што сапраўды ў Беларусі буйны беларускі бізнес не можа не супрацоўнічаць ніякім чынам з дзяржавай. Можна згадаць там Тапузідзіса, Машэнскага, калісьці быў Чыш, так? І атрымліваецца, што калі іх не стане, за кошт таго, што будуць дзейныя санкцыі, яны проста не змогуць працаваць, то замест іх прыйдзе ці беларускі дзяржаўны лукашэнкаўскі бізнес наўпрост, ці расійскі, што здаецца яшчэ горш. То бок для грамадства атрымліваецца, што гэта не самая выйгрышная ситуация. Тут очень важно еще смотреть. Одно дело, ты... Вот давай разделим. Чиж и Машенский. Это совершенно разные истории. Это две больших империи, построенные очень по-разному. Чиж получил все за счет близости к телу. Машенский выстроил огромное производство. Огромные. Там у него работают десятки тысяч людей в Брестской, например, области. Да. То есть это другая история. Машенский – это очень талантливый бизнесмен. Очень талантливый, в первую очередь. И когда мы говорим про него, допустим, что его пацаны, ну хорошо, а почему? Да? То есть он строил там заводы. То есть это не то, что тебе там что-то отдадут или передадут. И он получает свои там через тендер какие-то там предприятия, убыточные, как в большинстве своем. И за счет своего таланта, и за счет того, что у него наработанный капитал, он может это развивать. За счет этого живет целый регион обычных людей, то есть, которые получают свой социальный пакет, которые получают свои зарплаты и прочее. У Чижа тоже работают белорусы. Но Чиж, в чем проблема? В том, что он получил через коррупционные схемы свои активы. Да? Ну, собственно, он потом за это и рассчитывался. Чем? Тем, что его сажали, пересажали там, и так далее. И он эти активы отдавал, потому что это были не его активы. А куча бизнесменов, больших бизнесменов, живут в регионах, в которых в этих регионах как бы развивают большой бизнес. Это другая история совсем. Это люди, которые могут и в жизни там не повидать этого Лукашенко, да, то есть но при этом сделать большие какие-то проекты. Поэтому очень делю это все. То есть, а Захад подзяляе таксама, як і вы, ці не? Ну, последнее время, да. Именно потому, что начали на эту тему разговаривать. Потому что они любили так вот по списку, просто так, самых богатых людей в Беларуси, давайте мы с ними будем разбираться. Ну, и потом ты получишь там 20 судебных исков в Европейском суде. Это кому-нибудь надо, Евросоюзу это надо. То есть, более того, как Певтиев, когда, ну он-то по делу попал, он человек, который торговал оружием под прикрытием Лукашенко, то есть там совершенно своя история. Но было очень тяжело отстаивать Евросоюзу в суде свою позицию. Очень тяжело. Потому что у него зарегистрированные компании. Это не то, чтобы там, как Алексин там гоняет контрабанду, да, сигаретную. Там. У него зарегистрированные компании, которые работают на мировом рынке, работали. И это совершенно особая ситуация. Он может доказать, что они работают легально в условиях Беларуси. Это сложно отстоять позицию, что типа нет, нелегально. Ну да, мы торгуем там, допустим, там продуктами двойного назначения. Ну так это торгует весь мир этим. И это сложная история, потому что в ней нужен очень высокий уровень экспертизы. И слава богу, что те, кто вводит санкции, начали это понимать. И они начали понимать, что все-таки при диктатуре это все очень разные истории. Очень разные. Там нельзя всех смешать в одну. То, что их власть шантажирует этих бизнесменов и от них что-то хочет, ну да. А что вы думаете про Павла Тапузидиса? Знаешь, это такой контраст, когда ты понимаешь, что человек вроде как такой в коррупцию подвязанный, но когда появляется на этом же рынке
в этой же сфере, в сигаретной, например, там Алексин, ты понимаешь, что Топузидис не такая уж большая проблема, да? Потому что у того же Алексина это уже просто прихвачено все, и логистика, и контрабанда, и все на свете. Да? И это вообще, то есть Топузидис все-таки бизнесмен. А Алексин это чиновник, это же вот эти все Воробей, там, Алексин, это же сидела такая мышь там в кабинете. И он приходит и говорит, будешь бизнесменом. О, неплохо, да. Вот у тебя будет самолет, вот это самое, и будешь дронами забрасывать сигареты в Литву. Ну, вперед, поехали, да. Тоже, я вот когда ты начинаешь сравнивать Топузидиса и Алексина, тут сразу же ты понимаешь, что вот это разные истории две. Санкції працюють уже 5-й год, починаючи з 20-го года, так? Але ми не побачили, якби, того, для чого яны уводзіліся, так? Палітвязні па-ранейшаму ў турмах, Беларусь становіцца ўсё больш залежнай ад Расіі. То бок, галоўнае, для чаго яны уводзіліся, не працуе. Так, ці не прыйшоў час, можа быць, адмовіцца ад санкцыйнага ціску і даць Лукашенку пернік? Смотри, они не сработали не потому, что все санкции плохие. Они не сработали потому, что стратегия принятия санкций была не очень правильная из-за того, что в Евросоюзе 27 стран, а не одна страна. Да? То есть с американцами работать легче, потому что это одна страна, которая хоть и сложно принимает решения, но, потому что есть система сдержек противовесов, система контроля и так далее. Но это одна страна, и это одно правительство. А в Евросоюзе 27. И каждый из них считает своим долгом что-то с этого поиметь. И ты, не знаю, помнишь или нет кипрскую историю, когда нам нужно было принять резолюцию по Лукашенко, первую самую в 2020 году. А Кипр отказался. Один Кипр. И все, и это остановилось. Почему отказался? Потому что они сказали, и мы подпишем, если вы примете нашу резолюцию по Турции. Я памятаю. Причем тут Турция, то есть вообще, ну и в итоге мы их обыграли хитро очень, потому что и помогли тут наши айтишники. Потому что они сделали женскую делегацию, которая пришла, 3 девушки пришли к министру иностранных дел и сказали, что мы начинаем 2 компании. Значит, одна компания – это по релокации IT-бизнеса из Кипра в другие страны. А второе, мы проведем акции по диаспоре, проведут акции, чтобы не отдыхали люди на Кипре. Все, сразу же выяснилось, что Турция к Беларуси не имеет отношения. На карте они далеко друг от друга. Но это проблема все равно. Все равно проблема, потому что следующие разы кто-то выставляет свои требования. И поэтому, например, какой-то большой блок санкций, который мог бы быть эффективным, каждая страна, которая имеет с Беларусью какие-то финансовые или там, производственные интересы, она начинает какие-то пункты выбрасывать. Потому что ей хочется сохранить свой капитал, который на этом работает. И тоже это проблема. Но в целом я бы не говорил, что они не работают, потому что представь себе вот сейчас ситуацию. Лукашенко не под санкциями. Весь его бизнес не под санкциями. Беларусь не под санкциями. Представь себе поток оружия, который шел бы сейчас, который Лукашенко покупал бы для России. То есть, если это можно делать все легально, совершенно спокойно, то этот поток был бы сумасшедший. Причем из стран вот просто там не 3-го мира, а 4-го коррупционного мира. Да, то есть, и я понимаю, что это первый, кто бы сказал, что ребята, вы что, с ума сошли, это была бы Украина. Потому что это оружие было бы все, оно бы летело все на этот через Россию. Але зараз цікавую думку виказав американскі гісторик прафесор Марк Епіскапас. І ён акурат даводзіць, што мы як бы
ён і яго паплечнікі, так, хто думае таксама як ён, што яны думаюць не пра адкрыццё заходніх інвестыцый для Беларусі ў плане тавараў падвойнага прызначэння, менавіта умоўна там Hilton прыйдзе ў Беларусь, як бы што будзе з-за таго, што там, не знаю, гатэлі нейкія заходнія змогуць працаваць у Беларусі. Ён акурат выступае за нейкае такое пацяпленне стасункаў з Лукашэнкам зараз, ён выказаўся за гэта, і якая яго логіка? Я думаю, што это важна агучыць. Яго логіка ў тым, што вось калі 2010 год быў, так, і 15 пасля, і пасля 15-го мы ўжо назіралі пацяпленне стасункаў з Захадам, і што менавіта ў гэтым перыядзе сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі стала нашмат лепшай. І што ён кажа, што не спрацавалі гэтыя санкцыі ў адносінах да Лукашэнкі. Мы гэта пабачылі на працягу нейкага часу, так, то бок гэта не працуе. І калі далей працягваць санкцыйны ціск, то Лукашенка заўжды зможа цалкам развярнуцца ў бок Расіі, проста здаць Беларусь Пуціну, як бы і ўсё. Пуціну і Кітаю, чаго яшчэ больш баіцца США. І калі умоўна там амерыканскія інвестыцыі неяк мякка зойдуць у Беларусь, то гэта будзе ствараць раўнавагу і з Расіяй, і з Кітаем. Понимаешь, это не санкции виноваты в том, что политзаключенных не выпускают, а цена выросла. Выросла цена. То есть Лукашенко понял, что он может потерять все. Вот, ну, если мы говорим про 2020 год, да. Он это четко осознал. Когда тебе кричат «пошел нахер», там рабочие на заводе, то ты так как-то, ну, не очень себя чувствуешь. Это мы увидели. У него задача была страну парализовать практически в области прав человека. Парализовать, чтобы никто не шевелился. Вот и поэтому, когда люди смеялись, что вот кого-то там за коробку от Samsung бело-красную, а посадили там, а это было все в его логике, это было все правильно. Потому что парализовал страх людей. Просто потому что, да, за носки ты сядешь, за коробку ты сядешь, за пост один сядешь, даже за комментарий. Это механизм устрашения, который он не может отмотать его назад. Помимо этого, у него попадает в этот молох, попадают еще и все его силовики, которые за счет этого там получают свои премиальные, свои звездочки, свои это. Поэтому у них это все они воспроизводят это сами уже. Им даже не надо указывать. Да. Они сейчас уже кого там только не вызывают. Просто людей, там, которые даже не были на таких акциях. Поэтому цена высокая, и ничем не поможет то, что зайдет американский бизнес. Ну и что? Он зайдет, ну, создадут там какое-то количество рабочих мест. Потом как зайдут, так и выйдут, потому что все равно начнется там, как вот Гуцериев сильно ему помогло с его Калиной историей. Но в итоге ты все равно остался без ничего в Беларуси. А ты думал, что у тебя все получится. А там же у него и Китай со своими кредитами, и Лукашенко со своими шахтами. Все вроде было. Нет, не работает. А як адбываўся працэс увядзення санкцый супраць Гуцериева? Вы ведаеце штосьці пра гэта? Ці было лёгка пролоббировать гэтыя санкции? Было сложно, но все получилось, потому что было очень много факторов реальной коррупции. То есть даже больше, чем у многих белорусских бизнесменов. И оно все сработало. Во многих вещах помогло. То есть, например, если бы не Гуцериев, то, например, Виктор Прокопенко, может, сидел бы до сих пор. То есть и ни за что совершенно, да, то есть просто потому, что с него хотели там поиметь деньги. А какая роль у Гуцериева? Ну, он же был партнером с Саидом Гуцериевым, и Саид попросил за него, а Гуцериев имел доступ к Лукашенко. Договорились, деньги занесли кому надо, выпустили. Виктор сделал вид, что готов там сотрудничать, вывез семью, выехал сам. И спас, собственно говоря, и себя, и свой бизнес. И меня там сильно хейтили за то, что я за него заступался. Хотя мы бы не были знакомы тогда вообще. Я не знал его. В отличие от айтишников, которые с ним работали там. Для меня это был человек, по сути, абстрактный. Но я понимал, что это просто обычный там давление, шантаж, тюрьма, давай деньги. Все, простая схема. И он, слава богу, вышел из этой ситуации. А у вас есть сегодня отказ, за что Прокопенко тогда так? Чтобы делился деньгами. Все.
И плюс тогда был период, когда нужно было получать своих людей в разных там IT-секторах, чтобы эти люди как бы удерживали вот этот IT-блок весь в покое, как бы. То есть, чтобы там ничего не начиналось. А Лукашенко понимал, что это люди с деньгами, они могут участвовать в... Вот представь себе влияние IT-сектора, вот когда он был в самом соку, да, и вдруг демократические выборы. Ты представляешь, насколько бы эффективно они могли влиять? Ты яны і так паўплывалі ў 20-м годзе? Если брать... Платформу «Голос» взять, гэта ж IT-проект. Да, да. И не кажется про то, что ПВТ там весь бунтовал. Да, и были бы большими игроками, но... ПВТ как раз мне, я честно сказать, я понимаю, насколько он помог IT-сектору, насколько он... Но для меня это забава такая так себе. Потому что гораздо умнее был наш друг Томас Илвис. Это бывший президент Эстонии. Он сделал ПВТ всю Эстонию. И все. И достаточно. То есть, и всем стало там интересно работать. И офис скайпа стоит посреди Таллина. Да. Але в межах диктатуры это ж немагчыма. Так я про это и говорю. Поэтому для меня ПВТ и народный элемент. Это такой инструмент, который просто инструмент контроля индустрии. Все. Разреши мне давать налоговые льготы. Я тебе устрою ПВТ завтра. И будет стоять очередь, и все будут идти. Мы можем даже брать не ПВТ, а делать парк не высоких технологий, а какой-нибудь там... сельского хозяйства, да? Но вот вы не будете платить налоги. Ну и попрут все. То есть а там только разруливает, да, то есть кому хорошим давай эти льготы, а плохим не давай. Все. Собственно, ПВТ что и делал. Зараз вийшов програмний артикул Гуцерієва, і ён там акурат про санкції сказав, що, мовляв, розчарувався у заходній судовій системі, тому що ён вірив, що Захад – це завжди там право і годність, і можливість доказати свою невиноватість. І він лічить себе невиноватим. Что вы про все это думаете? У меня был момент один, он был очень, если так вот в кино снять, то он был очень смешной. Мы в офисе практически не работаем в Лондоне, потому что нам достаточно как бы просто ходить с телефоном, чтобы работать. Да? И я сижу в кафе, причем в кафе Чичваркина, в Хайдевей, бистро такое. И я сижу с телефоном и отправляю какие-то данные по санкциям. Это происходит в Лондоне. И вот так поворачиваюсь, чтобы официанта позвать. И вижу, что за соседним столиком сидит Гуцериев. А я про него пишу. Это было настолько, я даже засмеялся сам в голос себе. То есть, думаю, а он же даже не подозревает, что у него тут какая-то бомба подложена под стол. И Гуцериев может писать все, что угодно. Но он хотел выстроить коррупционную схему. Она не получилась. Поэтому теперь он обижен на судебную систему. Судебная система, если бы он реально мог отстоять свои права в суде европейском, он бы их отстоял. Потому что были прецеденты, и их было не так мало, когда с людей санкции снимали через суд, когда они выигрывали. И они просто доказывали, что они ничего криминального не делали. Вам не падаецца яшчэ, што ўвогуле, калі мы говорим про санкцыі, гэта такая трошку састарэлая рэч, тому што ёсць, напрыклад, Іран і сітуацыя з Іранам. Там санкцыі працуюць з канца 70-х, так? Куба, Венесуэла, што рэжымы прыстасоўваюцца і просто для іх это становится новой нормальностью. Да, но как бы их объемы финансов, они, конечно, падают. И есть такая цифра, которую делал один американский институт, как раз они изучали тему санкций, и выяснилось, что 84% случаев применения санкций работали. Просто нужно понимать, что санкции – это не всегда вот этот из Бобруйской колонии, которого мы все вспоминаем, он наверное икает там в Бобруйске. Это в основном не про это, да? Это давление даже на многие демократические страны, на какую-нибудь условную сейчас Венгрию, да? Когда хотят мягко принудить соблюдать общие правила. И тогда
достаточно введения против какого-то сегмента экономики каких-то санкций, чтобы правительство сказало: не-не-не, давайте, да, цена вопроса высокая, поэтому давайте мы отменим свои решения, а вы отмените санкции. И вот так это всегда работает. Но в основном санкции — это не просто против там начальников тюрем или против судей, да, а в основном это давление, чтобы ты стал договоровозможным. Мы просто на своем примере мы не видим, что это эффективно. Но а что было бы, если бы Лукашенко повернулся там к Европе и выпустил политзаключенных и прочее? Как ты думаешь, это бы ускорило оккупацию России и Беларуси? Ну, сегодняшняя ситуация однозначно. Да, так поэтому нужно говорить не о том, что он повернется к Путину, он и так к нему повернут. Этот баклажан, он такой, он все время смотрит в ту сторону, а за счет того, что он круглый, ты не понимаешь, куда он смотрит. Там. И у него там все в порядке с Путиным, и их пока такой статус устраивает. Но если только возникнет угроза, она бы возникла в случае, если бы он пошел на Запад, потому что если бы это не было Путина, была бы та слабая Россия времен начала Ельцина, то мы бы уже в Евросоюзе были. А як ви думаєте, що може примусити Лукашенко от у теперішній ситуації визволити політв'язнів? Ничего, только его смерть. Вот если он умрет, то политзаключенные выйдут на улицу. Ну, а коли він не помре? Ну, так не бывает, он не Кощей Бессмертный. Не, ну я розумію, але просто терміни там у людей по 10, 15, 25 годов. Да. Вот в этом весь ужас. Весь ужас в этом. Именно поэтому у всех депрессивное состояние, что людям дают огромные срока. Они даже не понимают, что это такое. То есть, что такое 25 лет. Ну, целое життя. В Советском Союзе максимальная статья, там расстрел был, да, но максимальное тюремное заключение было 15 лет. В Советском Союзе, где система была тоталитарной. То есть, а эти наваливают хоть за что. 5 лет — это вообще не вопрос, да. То есть, 5 лет — это огромный промежуток жизни. Это мир меняется сейчас за год. У гэтым інтэрв'ю Гуцерыева, да якога я хочу вярнуцца, там цікавая думка гучыць, што яны ўсе, можна адрасаваць і беларускім, і расійскім чыноўнікам, хочуць жыць у Савецкім Саюзе, але так, як зараз. Да, это правда, но на самом деле у них-то, если взять вот этот вот сегмент чиновников, которые находятся наверху, у них вот так и получается. Что это за мышление? Это старые люди, знаешь, как вот очень интересно смотреть социологические исследования, когда я с Андреем Вардаманским там сотрудничал, и я получал мониторинг каждый месяц. И было очень интересно смотреть, как, вот если там заложен, например, вопрос, хотите ли вы там Евросоюз, хотите ли вы Советский Союз и так далее, и ты видишь, как с каждым годом количество вот этих за Советский Союз, он такой, потому что они умирают. То есть больше ни почему. Не потому что кто-то переубеждается или это. Нет, они умирают. И сейчас это там какие-то 4%. И вот скоро они умрут. И их не будет. Потому что Советский Союз, мне это довелось даже поработать еще в Советском Союзе. Я его ненавижу просто всей душой. То есть это, когда кто-то говорит, ностальгически какой-нибудь молодой человек, который там не был вообще, который говорит, вот было в Советском Союзе, мне хочется подойти и леща дать, знаешь, потому что ты не понимаешь, что такое жить в Советском Союзе. Ты не знаешь, что такое в ЦУМе стоит очередь из 500 человек за сапогами, за одинаковыми сапогами, в которых завтра будет ходить полгорода. Да? Вот весь этот адище, сапоги — это ладно. А когда ты идешь купить мясо, и ты понимаешь, что у нас коров не разделывают, а взрывают, да, потому что остались только копыта и хвосты. То есть, а куда девалось остальное, никто не знает. Да? И вот этот странный мир какой-то, то есть ненавидимый, вот всеми прогрессивными людьми просто ненавидимый. А эти еще до сих пор, они думают, потому что они были молодые, у них были все зубы во рту, у них не болела там печень и так далее.
Поэтому им Советский Союз. Мне это вообще, упаси Господь. Яшчэ кажучы пра Гуцерыева, у мяне пытанне да вас, а ці не занадта мы дэманізуем такіх людзей у тым сэнсе, што так ці інакш яны спрыяюць рынкавай эканоміцы, а рынкавая эканоміца традыцыйна спрыяе дэмакратызацыі. То бок гэта такі ланцуг, одно чапляе другое. Тут, понимаешь, какая проблема, что они вроде как развивают экономику, но они приносят из России инструментарий коррупционный, который легко воспринимается и с удовольствием принимается. И разбурает демократию. Да, и вот они за счет повышения ВВП убивают демократию и убивают права человека. И вот это не устраивает, потому что, по большому счету, белорусы – это люди, которые, по большому счету, готовы платить налоги, честно работать, в белых схемах только жить и так далее. А в России как раз все наоборот. Никто не хочет. Все хотят работать по серым схемам, все хотят знать, кому занести, чтобы получить себе больше, чем ты занес. И поэтому они это экспортируют. Они экспортируют дурновкусие и аморальные ценности. Ну. Цяпер пачынаецца новая халодная вайна паміж Расіяй і ЗША у асноўным, так, і лагерамі саюзнікаў. Вось у гэтай новай халоднай вайне Беларусь можа заняць, як пазіцыя Фінляндыі была пасля Другой сусветнай, так, такая шэрая зона, некая нейтральнасць. Вот смотри, я просто с такой посылкой не совсем согласен. Холодная война – это… Я сейчас просто был в Вашингтоне, и как раз вот на эту тему говорил с политиками, с американскими, известными. Они согласились с моим концептом. Было противостояние двух систем – советской и… Заходней, либеральной, демократичной. Да. Демократической, империалистической. И вот это противостояние было двух миров, двух систем, двух идеологий. Америка была едина. И мы в то время… Я сейчас не могу назвать из того времени американских президентов, некоторых, я не могу назвать, кто они были, республиканцы или демократы. Тогда несколько раз менялись они, даже в идеологии они менялись местами, да, и всем было пофигу, потому что было противостояние всей Америки, которое возглавляло весь цивилизованный мир, против Советского Союза. Естественно, угроза ядерной войны, да, Карибский кризис, когда ракеты завозились или не завозились на Кубу, да, но американцы готовились к войне, скупали там в магазинах там кашу и крупу и хлеб, потому что боялись, что все, ядерная война, и искали маршрут, как до бомбоубежища добраться. Но почила та часть, да, советская, слава тебе, Господи, померла. И американцы, им не с кем стало воевать, что называется, да, в этой холодной войне. И они переместили противостояние внутрь Америки. Ну, то есть сторонники абортов с противниками абортов, сторонники гей-браков с противниками. Вот и сейчас вот эти выборы, я как раз был во время выборов в Америке, как будто проходит граница в обществе. То есть Америка воюет сама с собой теперь. Причем ровно пополам, и чуть-чуть не определившихся переходит вот так от одних к другим, и поэтому власть получают то одни, то другие. И все очень хорошо знают, кто республиканцы, а кто демократ. Но, и вот появился там Путин, да, и все подумали, что это новая холодная война. Нет, это не холодная война. А что это? Потому что Путина не воспринимают как советскую систему, большую, глобальную. Все равно даже война, которая идет, которая серьезная, в которой гибнут уже сотни тысяч, и я думаю, даже нет, если суммарно, наверное, уже миллион-то есть там погибших, да, то это глобальная война. Но она для Америки и даже для Европы, она локальна. То есть это Путин, который хочет забрать себе другую страну. Это локально, потому что у него нет идеологии, поэтому Америка не может сейчас объединиться и выступить против нового совка. И поэтому это не холодная война, это попытка усмирить сумасшедшего.
То есть вот сумасшедший, который возглавил страну, ну да, ему выпала большая страна. Или она большая, и поэтому он ему выпал, да. То есть неважно. Но по факту это локальная история. А вы думаете, что погроза для Польши, Литвы, она уявная? Есть, конечно. Я даже эксперимент проводил. Я объявил, что я знаю, когда на Евросоюз нападет Путин. Я сказал, что 9 ноября, после президентских выборов в Америке, мне было интересно, как люди отреагируют. Да, отреагировали, что да, может быть. Если бы мне кто-то сказал, вот такая-то дата будет, я бы сказал, ты сошел с ума, потому что невозможно определить, когда. А народ такой, не, ну может быть, да. Если бы Путин, если бы эта война, если бы Путин получил себе Украину, то представь себе увеличение военных мощностей вдвое, потому что у Украины очень большие мощности по созданию вооружений. И тогда для него это был бы плацдарм уже идти как бы на Европу. Есть очевидные вещи, что, допустим, там Нарва – это точка входа, вот, допустим, через Эстонию, а Сувалский коридор – это вход через Польшу. Это логично. Но, может быть, и он сделает и нелогично. А он может, например, начать расширяться еще там через Молдову, Казахстан, там, собирать, условно, Советский Союз. И если он захочет забрать Молдову, то в Европе многие даже не узнают об этом. Это локальная история, которая может стать тотальной. И тогда, наверное, там Америка объединится. Если она поверит в то, что может быть применение ядерного оружия. Но пока не верит. Недавно аналітик Сергій Чалы сказаў, што для Лукашэнкі насамрэч найбольш выгадная сітуацыя, калі ніхто не пераможа ў гэтай вайне. Ні Украіна, ні Расія. І тады, магчыма, ён пазбегне гэтай поўнай изоляцыі і захавае нейкую, не ведаю, незалежнасць. Отчасти соглашусь, потому что, да, это была же такая философия у Ленина, там, ни войны, ни мира. То есть это тоже философия, потому что ты таким образом можешь как бы влиять, да, то есть ну, разделяй и властвуй, да, то есть ты можешь как бы быть там все время то с одними, то с другими, и при этом маневрировать, и никто тебя вроде как на тебя не покушается. Но сейчас ситуация другая, такого не будет. То есть даже если вот принять там, ну хорошо, давай Трамп реализует свой мирный концепт, да. Россия оставит те земли, которые она захватила, то есть это что, значит, Запорожье, Херсон, да, Донбасс, Крым, то есть, окей, и остановили военные действия. И типа, и живем дальше, да. Как ты думаешь, вот в этих регионах, там Херсон и Запорожье – это не Крым. То есть это не та история, где люди такие, ай, ну будем под русскими жить, да, вот пенсии вырастут. Нет, тут так нет. Там начнутся диверсии, это будет похуже, чем Ира и прочее, потому что там еще и вооружение дофига у всех. И пойдут вот эти все схроны в лесах, как это было у белорусов, да, после Второй мировой войны. До сих пор находят схроны эти. Я не верю в такое решение. Я думаю, что кто-то все-таки окажется бенефициаром, кто-то победит как бы. Ну, формально победит. Конечно, нет такого, что... Ну, таким сценарии, відавочна, это перемога России будет. Сейчас, да. На данный момент, да. Но у меня был один только повод хотеть, чтобы стал Трамп президентом, а не Камала. Ну, хотя я ее не хотел тоже, это, по-моему, два недоразумения, то есть неважно какое, что левое, что правое, но два недоразумения. Но я представлял себе, что если Третья мировая война, вот вдруг такая глобальная, реально с применением ядерного оружия и прочее, то на Камалу я бы не поставил, знаешь, как в такой войне, потому что не хватило бы у нее там, безбашенности решить вопрос. А Трамп разнести Москву в щепки может, потому что у него дури хватит на это. И, наверное, это то дисциплинарное наказание, которое должна была бы Россия понести. Причем, на мой взгляд, вот как раз, не хочу там гибели людей, да, но как раз вот снести Москву, это, по-моему, идеальная история.
Это вся Россия бы так аплодировала. А што вы думаеце, для Беларусі будзе з улікам прыходу Трампа? Что изменится в Беларуси? Да хорошего мало. То есть он не рассматривает Беларусь как субъект, который был ему интересен. Трамп бизнесмен, Трамп человек, который прежде всего высчитывает свою выгоду, если не финансовую, то хотя бы в в пиар. Да, и у него такой неполитический взгляд на все. Это очень прагматично. Есть такое адчуванне, што вось зараз у Еўропе мы назіраем такі крызіс дэмакратыі. Ці не будзе Орбану становіцца ўсё больш і больш? Да. А знаешь, прикольно, что там, я там не занимаюсь политическим прогнозом, да, таким официальным. Но я помню, как я написал какой-то материал, и там часть его была о том, что вдруг в «Большой семерке» такие весомые фигуры, типа там Гельмута Коля и так далее, поменялись на таких немножко клоунов. Да? То есть таких весельчаков вроде Берлускони, там, или там, кто там был, там, Тони Блэр с саксофоном, да. Был период такой перехода от глобальных фигур к таким немножко фриковатым фигурам. И это был такой, потом начинался, допустим, какой-то левый марш, да, то есть вдруг страны начинали все леветь в Европе и побеждали все время там всякие социал-демократы и прочее. А потом вдруг проветь все, да. А сейчас ситуация абсолютно другая. Виновники этой ситуации Лукашенко и Путин. Объясню, в чем дело. Они показали миру, что можно вот так. И что за это ничего не будет. Лукашенко у власти 30 лет. 30 лет. У меня за это время родились 2 дочери, выросли и получили на 2 4 высших образования. Только за время одного вот этого баклажана. И вот ему за это ничего. Он живет счастливой своей жизнью и так далее. И человек, Орбан, думает: слушай, но мне не надо как он. Я не хочу там дубасить там народ и так далее. Но я могу взять оттуда пару элементов и у себя их потихонечку как бы продавить. Там медиа взять под контроль, там еще что-то. И вдруг оно работает. И Орбану за это тоже ничего. И каждый хочет продавить демократию настолько, насколько он сможет. Большие демократии тоже этим же грешат. Тоже. Это, ладно, там Великобритания там особый случай. Я за 15 лет жизни в Великобритании я так и не увидел хорошего правительства. Все хуже. А потом дошло уже до Ли Страс, которая 42 дня правила. И там мы просто хохотали уже, и все. То есть, потому что ты уже не понимаешь. Но там хотя бы есть механизм, да, смещения и так далее. Но все это тоже базировалось на том, что Джонсон тоже увидел для себя возможности и попытался продавить тоже демократию и так далее. Да, демократия страдает, но значит она не... То есть и так было очевидно, что она не идеальна. Но сейчас очевидно, что она подвержена риску быть уничтоженной, в принципе, везде. Это может произойти. Запросто. А як ви думаєте, чому так відбувається? Це що, там війни давно не було? Якби проблем не було? Кто больше всего повлиял на создание Евросоюза? Соединенные Штаты Америки. Потому что Соединенные Штаты Америки задолбались рисковать деньгами. То есть они для Штатов идеально, чтобы войны не было нигде. Потому что у них очень большая экономика, и им выгодно торговать. Вот договариваться там о ценах на нефть, вот там Саудовская Аравия предложить что-то, чтобы она увеличила добычу, цены припали, рентабельность выросла, растет ВВП, бла-бла-бла. То есть им это было выгодно. Они как бы посприяли, да, тому, чтобы Евросоюз организовался. Потому что они полагали, что это остановит войны. Так и получилось. То есть последняя война, которая была до украинской, это была Югославская война. Я не беру там стычек там в Косово и так далее. А вот глобально война была одна в Югославии. После этого Евросоюз ничего не было. Потому что Евросоюз очень удобен как модель тихонько в кабинете, шушукая с чиновником договариваться
о чем-нибудь, да? А Америке спокойно со всеми торговать и решать свои вопросы. Сейчас получается, что вдруг, ну не вдруг на самом деле, а начинается война, да, в России и Украины. И эта война, она просто обостряет все процессы. То есть все процессы. Там Орбан понимает, что до него очередь еще не дойдет долго, да, потому что тут вон бомбы летают, да, и кое-что может залететь как бы и в Евросоюз. Да. Все, значит, можно спокойно это. И каждый начинает искать свои бонусы в этом. Такі на Орбана нават не можуть натиснути у межах Єврозв'язу, якби ходять вокруг його, там танцюють, оговорюють. А как? Потому что 27 стран должны проголосовать. А помимо Орбана есть еще разные там руководители в странах, которые думают, да нормально, Орбан. Если его прижмут, потом прижмут меня, а я тут тоже медиа хочу взять под контроль, чтобы меня не трогали, я оставался премьер-министром там пожизненно. И демократия – это как бы система балансов, а эти балансы в какой-то момент кто-то бросает гирю на одну чашу весов, и вот так. А потом кто-то сделал гирю больше, бам, оно полетело туда. И сейчас мы в самом этом… Поэтому все говорят, мир сходит с ума. Я говорю, нет, мы живем там и лучше, чем жили всегда. Ну реально, однозначно. Уровень благосостояния растет, все. Даже у русских. Так добро ніколи не жили, это сапраўды да, так. И поэтому как бы живем хорошо, но вот это вот желание сделать получше жизнь для себя конкретно, оно может, кстати, сработать очень сильно центробежно на Евросоюз. Почему так боялись референдума, например, когда еще Великобритания была в Евросоюзе, почему так боялись референдума в Шотландии? Потому что понимали, следующий референдум Каталония, Баския, и понеслось по всей Европе, да? Потому что шотландцы четко просчитали экономически, что они выигрывают. Они, допустим, они берут и возвращаются, ну, представь себе ситуацию, да, которая обсуждалась, кстати, все время в Великобритании. Шотландия выходит из состава и входит в Евросоюз. У тебя получается внутри Великобритании субстанция, которая без таможни фигачит все подряд, что хочет. То есть. И поэтому сейчас ситуация в Северной Ирландии точно такая же напряженная, потому что там должна быть открыта граница с Ирландией, а это спокойная перевозка продукции. Поэтому мы будем дальше сейчас наблюдать. Исторически это интересно наблюдать, но жить в этом не хотелось. Вот в этой катавасии, которая происходит. Мне хотелось пожить, в спокойном мире, чтобы деньги пошли на образование, науку, культуру, искусство. Вот это меня бы устроило, потому что никогда не было времени, то есть никогда не жили хорошо, и не было времени, чтобы, я имею в виду промежутка времени, когда бы эти сферы получали достойные деньги. Вот если бы в них, то, мне кажется, мы бы какой-то период ренессанса бы новый успели пережить. А так я понимаю, что на мой век уже не хватит времени, чтобы это поймать такой кусок жизни. Што беларускія апазіцыйныя палітыкі 2000-х рабілі не так? Чаму толькі ў 2020 годзе адбылося вось гэтае грамадскае паўстанне? Устали. Первое – это устали. Второе – коррумпировались. То есть я тут слово использую, это жестко коррумпировались, но я просто элементы этого… Слово неприятное, но это так. Потому что если ты через что-то хотя бы $5 забрал, да, то это тоже коррупция. Неважно сколько, $1 или $5, не имеет значения. А шли годы, допустим, пришел Лука к власти, шли годы, и вот эти политики, которые были, в основном же это были всякие депутаты парламента и главы партий, то есть в основном. Либо заместитель. Ну, такой вот, как бы, такой срез такой политической элиты, да, какой-то. И эти люди, они думали, что они завалят Лукашенко, что Лукашенко завалится. И в какой-то момент они отчаялись, они поняли, что нет,
То есть алгоритмов у них нет, они неправильно все действуют. Вот эти все конгрессы демократических сил, эти бесконечные эти... мы работали другими методами, но это все равно приводило... Вот смотри, то есть мы там создавали, например, Зубр, да? То есть создали мы Зубр. Получилось у нас тогда, мы прям чемпионы мира были, 12 тысяч активистов по всей территории Беларуси, включая города до 10 тысяч населения. То есть активисты Зубра были везде. Если мы там листовки или газеты, или наклейки, то страна вся была залеплена. И гэта в эпоху, калі не было интернета. Конечно. Но у нас было поставлено производство так, что сейчас бы были богатыми людьми, если бы это была другая продукция, например, журнал Playboy. Да? Подходят выборы, 2001 год. 2 кандидата. Мы сидим, такой совет, там человек 10 нас. Больше, наверное, человек 20. И мы ведем переговоры с политиками, а потом доносим это до руководителей Зубров. У нас выбор: Гончарик и Домаш. И я говорю: ребята, надо принять решение, кого мы поддержим из этих кандидатов. Сидят молодые люди совершенно такие. Они говорят: ну так расскажи про одного, про второго. То есть, там, потому что, говорю, нам нужно предъявить политикам, кого мы поддержим, а от второго мы не поддержим. Они говорят: расскажи. Я им рассказываю про одного и про второго. И они сидят и все говорят: какая нахрен разница? Ну, то есть, обои рыбоя. Ну, то есть... Что то говно, что так насрато. Ну, то есть, ни то, ни другое не интересно. Ну, не интересно. Я говорю: хорошо, тогда к чему придут они, того мы и поддержим. Все: да, конечно, давай так. Все, каждый по своим местам разъезжается. Договариваемся. Идет Гончарик. Чтобы мы понимали, что журналисты разъедутся сразу после, когда, помнишь, объявляют результаты выборов, после выборов, потом все разъезжаются сразу. Нам надо как-то удержать их. И мы ночью захватываем Дворец профсоюзов. Просто захватываем, баррикадируем, вот просто захвачено, и говорим: политики могут прийти сюда, и это будет их штаб. ОМОН не решается штурмовать. Они окружили плотно и не знают, что делать, потому что подлезть неоткуда, то есть невозможно. То есть просто штурмовать там, тогда еще не было такого, что взяли бы, забросали там дымовыми шашками. Да? То есть мы понимаем, что начинается какая-то уже вся история, и в этот момент политики сваливают. Все. Потом мы выводили, мне пришлось там идти на переговоры с дипломатами, чтобы прийти и вывести людей из этого, когда мы приняли решение выходить. И я подхожу, там стоит Наумов. Я говорю: мне надо внутрь обратно вернуться. Он говорит: не, обратно. А тут один выход. Говорит: оттуда, а туда нельзя. Я говорю: ну, слушай, я же не просто так, я людей выведу. Он говорит: я тебе буду должен. Я говорю: хорошо. И я иду туда, говорю, что какая у нас диспозиция, что мы все до свидания, то есть политики свалили. И мы аккуратно колонной выходим. Некоторые ОМОНовцы хлопали. Они не верили, что такое. Они смотрят, молодые чуваки, которые просто захватили здание, и ОМОН ничего не смог сделать. И вот они идут, и из окна машет Валентина Полевикова и кричит: до новых встреч. В эфире, блин. Я говорю: хоть бы никто из рогатки ей не засадил сейчас. Знаешь, а там эти рогатки такие... Сейчас кто-нибудь бы точно... Идут зубами скрежещут. Такие. Дальше политики начали создавать пачками НЖО. А дальше эти НЖО, они изначально создавались не для того, чтобы работать. То есть, условно... Получали деньги на какой-то проект, на зарплаты тогда не давали никаких грантов, ничего близко даже. Причем это деньги все были какие-то мелкие. И вот они получали эти гранты и делали вот столько, а остальную часть суммы они делили как зарплаты себе. Потом приноровились, и это стало вообще стилем выживания.
И это стало одно такое эффективное, огромное НЖО. Как бы. Были отчаянные люди, типа там Коля Статкевича, да, или там, типа там... Дашкевича. Ну, конечно, это все фамилии, мы можем одни и те же фамилии будем называть. Мы все просто знаем, кто делал это, да, кто боронил Куропаты, кто организовывал там марши свободы, кто что делал. И поэтому эти люди делали, и за счет этого как-то фонд держался. И за счет этого можно было там и организовывать какие-то санкции, и пытаться от выборов до выборов, и акции большие, и это, и все время как-то поднимать как бы интерес. Иногда просто это были какие-то, знаешь, моменты. Была встреча с Кондолизой Райс, и мы придумали вот эту формулировку «Последний диктатор Европы». И нам надо было ее вкинуть, как бы. И желательно, чтобы это сделал там госсекретарь. Я взял и сделал такие постеры цветные, очень крутые. Тогда был фильм «Матрица», прям популярен невероятно. И мы туда персонажей поменяли. Там сама Кондолиза была, там эти все таблетки, одежда, эти все. Ну, это реально такие постеры крутые. И я говорю политику, который там присутствовал, говорю, ты ей передай и скажи, что последнего диктатора Европы может завалить только вот эти люди, да, то есть вот эти, которые там, она в том числе. И если его не станет, то Европа будет очищена от диктатур вообще, потому что Россия тогда еще не была как бы такой совсем уж сумасшедший. И это все получилось. И первое же выступление Кондолизы на какое-то публичное, и она говорит эту фразу. Она говорит, что мы должны помочь белорусам избавиться от последнего диктатора Европы. Бам! И по всем медиа. И вот это ухищрение, на которое шли, чтобы как-то держать этот интерес. А политики все проигрывали. Они ехали на какие-то конференции, выступали, говорили, садились в тюрьмы, кто-то на дольше сроки, но надолго мало кого сажали, там, доводили до, там, как Михаила Маринича доводили до смерти в итоге, там, и прочее. Но, как это, вот хорошее слово белорусское к этому подходит, призвычайлись, призвычайлись, и так текучка и шла. И вдруг, точнее не вдруг, а вот этот вот период, Лука уже, как бы, ему уже даже самому было неинтересно. Он понимал, что уже ничего. Поэтому вот это наступило. Поэтому так легко было Макею говорить с Лукой о либерализации. А давайте вот это будем по странам. И Лука на это повелся. Мартынов начал это делать. Эти в вышиванке уже, знаешь, это все это... Легализовали. Это капец, да. И оно все привело вот к 2020 году. И 20-й год – это ведь буржуазная революция. Это типичная буржуазная революция. Те, кто богаче… Я бы не сказала, что такие заводы выходили. И пенсионеры выходили. Тогда нет. Студенты. Да. Такое слово буржуазия, оно же неуместное. Но оно просто… Те, кто богаче, выходили за тех, кто беднее. Абсолютно, вот, есть такое. Поэтому это можно считать буржуазной революцией. Да? И вот как бы поменялся формат. И посмотри, как эти политики, которые были, как они растворились. Как, вот на моменте так вообще же не стало. Помнишь, такой раз вообще нету никого. И вдруг какие-то люди, которые неофиты. И поэтому я все-таки убежден, что если бы Лука очень грамотно сделал, когда попересажал всех буйных перед выборами, да, то есть он перестраховался, что называется. Когда подходили к Окрестину, там, по сути, его окружили, как Окрестина. Вот туда с мегафонами Статкевича, Дашкевича, Афнагеля, например, троих, вот достаточно 3 человека. И капец бы был этому Окрестину. Они знают, как вести людей, в том числе на переговоры с руководством Окрестина, что освободите, да, там это. Никому захватывать это не надо было просто, чтобы выпустили политзаключенных. И они знали, как управлять этим. А люди, которые шли, они неофиты, они не знали, как это делать. Там и мегафонов-то никаких не было, да. А все, кто организовывал акции, все знают. Самое главное, чтобы был мегафон, и еще один мегафон у кого-то припрятан, да, второй. Вы лет беруть. Да. А як ви лічыце, у цяперашняй сітуацыі Ціхановская можа зрабіць яшчэ штосьці для Беларусі?
Она сейчас выполняет тот функционал, который, собственно говоря, необходим. То есть, первое, она есть, да? То есть она есть, поскольку ее избрали. Второе, она проводит ту работу на международном уровне, которую никто за нее не сделает. То есть, да, может Латушка вести переговоры с европейскими странами и так далее, и так далее. Но у него нету мандата, по сути, да, который у нее есть. И поэтому она как бы, она все функционально, она правильно делает. Другое дело, что не надо от нее требовать революции. То есть она не тот человек, который должен эту революцию делать. Она и так делает больше, чем может человек сделать. Мы по-дружески можем говорить о любых вещах с ней. Да? То есть вообще любых, о чем угодно. Я понимаю степень ее усталости. Это не та степень усталости, которая была у белорусских политиков. Наши белорусские политики тех времен, они просто даже не устали, они заскучали. Да? То есть, а она реально уставшая, потому что это ты не можешь выкроить даже время с ее чувством ответственности на то, чтобы просто отдохнуть. Она не может себе позволить взять отпуск. Вот это абсурд. Потому что надо в любом случае отдыхать. В любом. Потому что, иначе ты выгораешь, у тебя просто рассыпается здоровье. Вот так, я смотрю, как сейчас все белорусы. Всем кажется, что вроде, ой, уже сколько, 4 года прошло, в цивилизованных странах, адаптировались, все хорошо. Вот сейчас начинают болеть. Сейчас. Потому что накопилась вот эта вся эмиграция. У многих 2 эмиграции. Я знаю людей, у которых 3 эмиграции, которые трижды меняли страны, были вынуждены. Потом отсутствие денег. Ни у кого, по сути, не было никакой подушки безопасности. Потом создание чего-то нового, чтобы оно тебя кормило. Попытка как бы адаптироваться к новой культурной среде, культурной, глобально-культурной. Да? Это стрессы, это просто набор стрессов. Поэтому сейчас все на антидепрессантах сидят. И это очень тяжело. И ей тяжело, я бы сказал, в первую очередь. Сёння ўсё часцей можна пачуць думку, што перамены стануць магчымымі толькі пасля смерці Лукашэнкі. Это так? Ну, если бы он был умнее, то все было договорено, и все было сделано для того, чтобы он улетел в 2020 году. Он не захотел. Его даже дети уговаривали. Во всяком случае, 2 из них, я знаю. І вось здаецца, што згадаць 19-й год, так? Ну, все было адносна класна ў межах існуючай там дыктатуры, аўтарытарызму, так? Ну, няўжо самыя чыноўнікі зараз не хочуць вярнуцца ў нейкую нармальнасць, да? Неяк палепшыць вось гэтую просто абсурдную ситуацию, ну, такого супрацьстаяння агульнага. Понимаю. Я же тебе говорил, что диктатура, эволюция диктата в том, что это диктат, ключевое слово, да? Ты можешь представить сейчас чиновника, который бы пришел к Луке и об этом сказал? Я не могу. Потому что, ну, я помню, кто пытался, и все у них какая-то печальная была история потом. Ну, у всех, кто говорил там... Нібито нават Віктор Лукашенко спробував. І так само... И то же самое. Понимаешь, вот да, то же самое. И это неудивительно. Я думаю, что на сегодняшний день только Коля еще имеет какие-то права. Там, але я недавно сказал в своем интервью, я такий самый, як и батька. Да, я не сомневаюсь. Только пианист. Вот если бы он принял решение улететь, он бы жил где-нибудь сейчас в каких-нибудь Эмиратах, и дети бы пересчитывали бабло каждое утро, там, сколько еще его есть, там, и так далее. Но человек выбрал другое. А теперь уже я боюсь, хотя нет, но если бы... Я просто не могу даже представить, если тогда даже еще мы представляли, с кем можно вести переговоры по его отлету, хотя все тогда труханули и перестали выходить на связь просто тотально как бы. Если бы решился, то можно, ну, в принципе, можно, даже сейчас можно было бы это все проговорить. Я понимаю, если бы это была такая беспрецедентная история, да? Но есть даже человек в этом мире, который, при этом он родился в Африке, который очень богатый. Он уже 4 диктаторов африканских проводил на пенсию. 4, которым организовывал зону жизни, безопасность, финансирование и так далее.
И это оказывалось всегда выигрышно для людей, при том, что ненавидели их лютой ненавистью. Но им позволялось это сделать, чтобы ценой того, что они больше никого не убьют. Но там одна есть договоренность, что человек не должен больше давать никогда никаких интервью. Наш же попугай не сможет, он не может молчать вообще. Он не может. Он начнет искать, он начнет там лезть в российские дела, в чьи бы то ни было и так далее. Хотя, может быть, и сможет уже сейчас такое здоровье, что может уже и на один период осталось уже хоккейное у него здоровье. Вы з вашай жонкай Натальяй Калядой засноўвалі свабодны тэатр. Вы сталі першай парай беларусаў, уганараванай ордэнам брытанскай імперіі. Але распытаць вас хочу про то, як вы ўвогуле сышліся, потому что это вельмі прыгожая пара, вельмі творчая. Сошлись на конфликте. Она меня не переносила. Получилась такая история. Она работала тогда в американском посольстве. Я ее увидел на приеме в посольстве. Она стояла с послом и еще с кем-то. Я так обратил внимание, а я не знал, кто она. Девушка в сером платье, так он называется глава сейчас в моей книге. И я так обратил внимание, думаю, вот красивая девушка. Вот если бы я был один, я бы с ней познакомился. И если бы она была одна. Но у нее была семья, и у меня была семья. Но у меня семья была без детей, то есть это просто партнерские отношения. А у нее только родилась дочь. И все, я забыл про это. И потом я как-то прихожу в редакцию, а там она еще зампосла, по-моему, еще была. А я такой в кожаных штанах, такой, волосы еще там до пояса, себя веду как-то там напряженно, что-то это самое. И в итоге она потом сказала: а это кто у вас человек, который надменный, высокомерный и такой наглый? И мы объяснили. И потом последующее. Она, когда убили Юру Захаренко, там Диму, Витю Гончара и Толю Красовского, и она собрала жен их, и мать Димы Завадского, жена Димы Завадского, Света, Ира Красовская, Зина Гончар, Захаренко, жена тоже. И она начала проводить с ними занятия по риторике. Жена заместителя посла секретно их учила, она специалист по риторике, она секретно учила, потому что она не имела права этого делать. Это вмешательство как бы, то есть это... И она... Я сейчас первый раз об этом говорю. Это было так давно, что уже за давностью, извините. Это такие занятия, знаешь, когда, например, там с двумя карточками, там красный и зеленый, человеку дается задание высказать то-то и то-то на такую-то тему, да. Она начинает говорить, и время сначала, вот как светофор, да, сначала желтый, потом... Как зеленый говоришь, желтый скоро заканчиваешь, красный там останавливаешься на любой фразе. И таким образом они учили, не только там куча упражнений, они учили их лаконично, четко рассказывать свои истории, как бы, о своих родных, которых убили. И потом Наташа спланировала повести вот их с такими концертами. Сначала первый визит в Российскую Госдуму, потом Брюссель, потом Вашингтон, потом Берлин и так далее. То есть, как бы. И везде вот с этим. Прикинь, еще тогда можно было в Думу привезти это. То есть это в Думе проходило это. И что происходит дальше? Дальше ей нужно же их отправлять с чем-то. То есть нужны какие-то материалы и прочее. Она звонит Андрею Санникову. А Санников тогда был только... не так давно ушел из МИДа, да, и говорит: Андрей, а там их просто семьи, его родители и ее родители, они между собой дружили, они из театральной среды были. И она говорит: слушай, мне нужно там изготовить там наглядку какую-то, сделать книжку, сделать буклет, сделать это самое, и я не знаю, к кому обратиться. А он говорит: Коля. Она говорит: ой, не, это, говорит, там только труба, да, там высокомерный какой-то вообще. И в итоге он говорит: не волнуйся, я буду сидеть между вами во время переговоров.
она приходит, мы начинаем разговаривать, она вдруг видит, что я, собственно, обычный, то есть не кусаюсь. Как бы. Я говорю, окей, я сделаю. И она уходит, я начинаю делать. Делаю большие портреты их такие, делаю полиграфию, делаю буклеты, делаю книжку. Ну, в общем, весь набор как бы. И в итоге передаю ей, там в конспиративном месте приезжает служба безопасности, какие-то морпехи, я перегружаю с багажника в багажник, они уезжают, и начинается вояж по всем этим точкам. И начинается реально сумасшедший дом, потому что куда бы они ни приехали, это становится диким событием, просто диким, потому что, представляешь, родные, жены рассказывают про своих мужей и что их насильно убили по политическим мотивам. Потом им уже начинают звать на всякие международные организации, выступить на конференции Хельсинского комитета, еще где-то. И Лука теряется, потому что он не понимает, откуда вообще это взялось. Ну, не могли же они вместе просто сами собраться и вот так вот обставить, что у них там везде. Тогда же появляется Христос Пургуридис, который потом сделал доклад в Совете Европы о насильственных исчезновениях. Потому что Христоса выбрали, потому что у него украли и убили брата черные полковники. То есть и получилось, что он взял на себя эту миссию, и он пробил полностью эту резолюцию. В общем, это такая целая история. И в итоге мы уже знакомимся, и мы встречаемся время от времени просто поговорить. Где-то чаю попить, рассказать там о том, как дела, там прочее. Плюс с посольством я всегда как бы там общался плотно. Ну и у обоих у нас в семьях просто труба, то есть просто ничего, то есть уже в тупике. И мы делимся все вот этим и помогаем друг другу наладить дела в наших семьях. Совершенно нелепая история, потому что в этом нет смысла, потому что мы не в состоянии навести порядок. Мы бы так навели, если бы, потому что умные люди. В итоге у нас наши семьи увядают совсем, и наступает 9-11. То есть башни. В этот день. В этот день я вышел из Дворца профсоюзов, который нами захвачен, и пошел поговорить с Наташей и с американским дипломатом одним, о том, что мы делаем. То есть, как бы, что я буду выводить людей, чтобы они понимали, чтобы они рассказали. Да, это такой этикет такой, как бы, что поскольку они нам помогали, то должны знать, что мы делаем. Вот потом я возвращаюсь, их вывожу, и потом говорю ей, что давай встретимся вот на не Машерова сейчас уже, Победителей проспект, около гостиницы «Планета» была там винарня такая очень хорошая. Я говорю, давай там встретимся, потому что у меня нет сил, я как бы эмоционально просто разорван. Прихожу туда, мы сидим, взяли вина, сидим, разговариваем, и вот это все закончилось, выборы закончились, все, труба. Впереди опять пустота. И в это время на экране, который висит там, самолет второй врезается. А мы до этого мы вообще не смотрели, что там, оказывается, один уже горит, да? И второй самолет врезается. А мы такие вино пьем. У обоих ощущение, что это кино идет какой-то, какой-то фильм как бы, какой-то длинный очень план. Как. Ну и мы как-то даже вот представляешь, состояние, что ты не отрефлектируешь, ты настолько в своем в этих выборах проваленных, в этом всем, и ты не понимаешь, что происходит в мире. Я пошел ее провожать, и вот я 11 сентября 2001 года ее впервые поцеловал. А дальше была история, когда ее супруг бывший, мы сейчас с ним уже так и даже дружим, то есть такие хороших отношениях, в Канаде живет, он доложился, он работал тоже в посольстве, он доложился, что у меня с ней связь, и что структура, то есть Зубр, она получала финансы, и значит, получается коррупция. И из Вашингтона прилетает офицер проводить расследование. И выяснить... Капец, это получается, что, прикинь, она работает в посольстве,
Я ее как бы любовник, хотя у нас уже семей не было, да, первый раз. И она мне выдает американские деньги. То есть, история просто бомба. То есть, в книжке описываю тоже. И он, значит, проводит расследование. И в итоге он выясняет, что не мне выплатили деньги, а я сделал продукцию для американского посольства вот для этого за свои деньги. И тут он вообще ничего не понимает и говорит: «До свидания», и улетает, как бы, заканчивается, детектив заканчивается на этом. И у нас начинают развиваться отношения. Ей предложили, из этого расследования, они сказали, что мы хотим тебя просто переместить на другую позицию. Там даже выгоднее и удобнее, и лучше тебе будет, и так далее. Она говорит: знаете, нет. Вот если я за столько лет здесь работала, и вы не поверили мне, то я не хочу больше здесь работать. То есть а там еще посол был, этот Козак, такой, абы что. И вот мы начинаем жить без копейки денег вообще. У нас были моменты, когда однажды мы шли около Октябрьской, нам надо было доехать до дома, но у нас был только один жетон на метро и ни копейки денег вообще. Поэтому вот про гранты, я очень люблю истории, когда мне рассказывают, как я получаю грант. В итоге мы начали работать над разными проектами, даже ездили и писали по заказу пиар-материалы большие, глобальные, под разные структуры там, и так далее. И в итоге я сидел и написал пьесу. Эта пьеса собрала, по-моему, все призы всех конкурсов. Ее сначала хотел купить Олег Меньшиков, а потом Олег в это время был там вообще загружен всеми проектами. И потом у меня раздается звонок, звонит кот Матроскин, Олег Павлович Табаков, и он покупает у меня пьесу. Мы приезжаем в Москву, он ее, по сути, перекупил. Он сказал: в кастинге будет, там 6 народных артистов, это же МХАТ, ты пойми. Это. И вот так залазит в сейф, так открывает, и достает вот такой вот брикет денег русских. Вот так. И такой мне вот так раз. Я смотрю и говорю: надо расписаться где-то. Он достает какой-то расходный, какую-то бумажку просто. Здесь распиши. То есть, как будто я просто хотел расписаться. Я расписался, он положил. И говорит мне: тебе же русские деньги не нужны. Я говорю: русские мне точно не нужны, мне вообще никак. Он говорит: у меня внизу банк мой. Приди, скажи, что от меня тебе поменяют. Я спускаю. Знаешь, что такое? Вот это русская коррупция в каком-то первозданном виде. То есть там какой-то человек, который такой: что от Палыча? Брикет, раз, вместо него американских денег. Брикет, бах. Все, я говорю: ничего не надо. Ничего не надо. Если бы это был опять Табаков, он бы сказал: ты любишь просто расписываться или что? И в итоге я такой, мы садимся в поезд. $10 000. По тем временам не маленькая сумма. То есть, на самом деле, она очень долго держалась как рекордная в русском театре, выплаченная за пьесу. Это был реально рекорд, больше никто не получал. И мы едем, и я говорю: слушай, вот раз как-то финансовые вопросы сейчас как-то порешали, давай что-нибудь хорошее сделаем для белорусских драматургов. А белорусские драматурги начали забирать на конкурсах призы просто везде. Костя Стешек, Паша Прыжко, и так далее. Я тоже, Кукуречик там. И говорю: давай сделаем конкурс как бы драматургический. Отсюда денег возьмем и сделаем. И будет крутая история, как бы подъем белорусской драматургии. В итоге мы конкурс сделали. Но деньги закончились очень быстро и очень внезапно. Потому что это было... мы объявили тоже даты. У меня все даты какие-то, знаешь, сумасшедшие. Мы объявили о создании театра 30 марта, то есть в мой день рождения. То есть театр в мой день рождения. И многие считают, что это такое, мания величия такая. На самом деле, просто только в этот день был свободен конференц-зал в Доме литераторов. А мы хотели сделать максимально лайтово, чтобы пока не будить лихо, чтобы оно все запустилось, и тогда уже демонстрировать там свою позицию. В итоге мы все сделали, конкурс начался. Вот в итоге он стал самым большим конкурсом в Восточной Европе.
А к нам присоединился Володя Щербань буквально через пару месяцев, и мы начали сразу. Мы думали, что только через год начинают спектакли делать, а мы сразу начали сразу. А дальше понеслось уже вот эта вся совершенно другая жизнь. То есть еще один кувырок такой, но я-то еще можно было допустить, у меня все-таки до этого был уже альтернативный театр, который я создавал там, с друзьями. А Наташа-то, у нее родители из театральной среды, но она-то сама вообще, она по дипломатической шла линии очень четко. И в итоге она стала, наверное, она в первой пятерке театральных менеджеров, и тоже менеджеров в Восточной Европе, если не вообще в Европе. Потому что одно дело, когда ты создаешь, или даже не создаешь, а возглавляешь театр где-то в Европе, где у тебя куча всяких вокруг тебя помогающих костылей, знаешь, тебе там деньги дают, тебе там государство помогает, прочее. У нас-то ничего не было вообще. То есть мы должны были сами все обеспечить. И я думал вначале, я панически думал, что театр вот просуществует год-два, и на это все закончится. 30 марта следующего года ему исполняется 20 лет. Невероятно. А кто у вас главный в семье? Она, конечно. Нет, я как глава семьи, я называю младшую дочь Даниэлу. Она реально глава семьи. А если говорить вот так про творческий союз, то, конечно, она номер один. То есть не я. Я могу креативить, могу написать очень хорошие пьесы, могу хорошо поставить спектакль. Но когда я ставлю спектакль, в итоге она придет и будет доводить какие-то мелкие детали, когда у меня уже не могу видеть этот спектакль. То есть и в итоге она будет вести все переговоры по финансам, все это самое. Но вот сейчас, слава богу, еще дочь, она очень сильно помогает. Очень сильно помогает. Она работает сейчас с нами, хотя получила 3 высших образования. Но она глава семьи. Что это значит? Вот 2 примера. Первый. У нее не было детства. Я имею в виду, у нее было детство. Она 5 континентов облетела, прочее, все у нее было. Но когда ей было 9 лет, мы бежали из Беларуси. И с 10 лет начиная, она начала за нами ухаживать, потому что нам надо было работать по 24/7. Сначала она там что-то готовила, чай, кофе, за нами сопли подобрать. Потом она уже в 13 лет она выступила на слушаниях в британском парламенте. Потом она заключала все контракты если вот мы переезжаем из дома в дом, там, она заключает контракты на интернет, на газ, электричество, это все она делает. Сейчас она делает такие вещи. Уже, вы понимаешь, девочка выросла, и она сюрпризы... Какие годы уже? 25. И сейчас уже сюрпризы другие. Сейчас, например, мы прилетаем... Наташа выступала на главном музыкальном фестивале в Дании. Мы прилетаем туда, там все прошло, бла-бла-бла. И Дана говорит, а сейчас мы едем в аэропорт, и ничему не удивляйтесь. Мы такие, начинается. Мы прилетаем в аэропорт, там нас ждут 2 чемодана. И она говорит, вам надо переодеться. А это лето, то есть летний фестиваль, знаменитый этот как-то датский. Говорит, так, хорошо. Я открываю чемодан, а там зимние вещи. Причем купленные зимние вещи, то есть прямо крутые куртки, штаны, это. Что происходит? И мы садимся в самолет, который везет нас в Гренландию. И мы в Гренландии, Наташа возмущается. Что не так? С удовольствием, как-то все не так. Все не так. Не, она типа говорит, что можно было же как-то там это. Я говорю, ты же пойми, это сюрприз. А Дана одно говорит, ты можешь кричать, ругаться, топать, ты все равно полетишь, у нас других билетов нет. Но ты потом меня поблагодаришь. Мы прилетаем в Гренландию, потом садимся на еще один самолет, потом еще на один самолет, и потом нас на лодке везут через айсберги, где они бьют вот так в дно. Да? Мы доезжаем до этого какого-то города, в котором живет 49 человек, и в этом городе мишленовский ресторан с 2 звездами Мишлен. Где 49 человек, не 1000, 49 человек. И мы проводим там 3 или 4 дня, снимаем программу кулинарную,
Я делаю драники на берегу Северного Ледовитого океана и жарю китовое мясо, которое запрещено использовать в Англии. И мы еще купаемся в Северном Ледовитом океане, температура воды которой 1,6 градуса. То есть вот дочь такими нас забавляет. И Наташа сказала: спасибо, дочь, ты мне устроила. Знаешь, вот какая штука интересная? С одной стороны, она нас хотела просто отвлечь, потому что уже заработали в конец, уже здоровье летит там, и ты... И типа вот подумайте о другом, да. Но я два таких осознания пришло. Первое, что я понял, что такое Гренландия, что я очень хотел побыть в безлюдном месте. Вот это я осознал, что я это хотел, но я себе не формулировал. Вот я хотел где-то смотреть куда-то, где ничего нет и никого нет, потому что тогда ты смотришь как бы внутрь себя. А второе, я понял весь ужас экологической катастрофы. Весь ужас. Я его увидел вот так, прямо перед собой. Это невозможно описать. Ты вдруг понимаешь, что это реально катастрофа. Вот когда я учился в школе, у нас были глобусы, и сверху был Северный океан и Северный полюс. Такая белая шапка. Да? Вот этой шапки больше нет. То есть я понимаю, и плавают айсберги, которые постепенно тают. И ты понимаешь, что нифига себе, оно растаяло то, что было на глобусе у меня всю мою жизнь, и теперь его нет. То есть и люди, экологи говорят, вот это и есть катастрофа, потому что поднимется вода, температура, бла-бла-бла, наступит, все изменится и так далее. И вот это понимание, получается, что она вроде как свозила нас туда, где это понимание пришло. Оно просто так не пропадает, потому что мы поэтому и ездим во всякие экспедиции, которые... Вот слава богу, что Наташа, она такая же авантюристка, как и я, и поэтому мы побывали там, где люди не бывали. Там, например, нелегальные лагеря беженцев на разных континентах, там, в Африке или в Европе, или, например, резервация индейцев Гуарани в Бразилии, куда не пускают посторонних вообще никого. Или в тюрьме Бхангванг в Таиланде мы общались с людьми, приговоренными к смерти. Да. И я пронес ручку, с которой монтирована камера, и еще и снял. Обманул. Меня обыскивали, а я взял ручку с блокнотом вот так в руки, развел руки, они меня тут проверили. И пришел. Что с этим материалом сделали? Это спектакль, который был таким европейским, не европейским, он игрался и в Австралии, и в Америке. Это назывался «Трэш-кузин». Это как бы, сложно перевести на русский, трэшевая кухня, адская кухня. Да. Это спектакль о смертных казнях в разных странах. И потому что этот спектакль мы начали делать, когда казнили Ковалева и Коновалова, и маму Ковалева мы привезли на премьеру, и она загнала в шок всех журналистов, потому что там журналисты где-то 50-70 изданий у нас приезжают на премьеру всегда. И выходит женщина в конце после спектакля и рассказывает о том, как ни за что расстреляли ее сына. Прямо сейчас, да. А в этом истории там идут из Ирландии, где там англичане приговорили там человека к смертной казни, это было 100 лет назад. Или там из Руанды, еще откуда-то. А тут вот прямо рядом с тобой, а ты этого не знал, что в Беларуси казнят людей. И вот мама. А мама держит в руках его костюм, который он называл свадебным, но свадьбы у него не было. Про что будет ваша новая пьеса? Про что бы вы хотели написать? Я только что закончил пьесу, которая сейчас переводится на английский, в которой действующие лица 5 человек, из них 4 в возрасте от 75 до 80. И я об этом рассказал Стивену Фраю, когда еще года 3 назад, что у меня есть такая мысль, потому что я хочу, чтобы сыграли британские актеры, которые иконы, но которые уже в возрасте. Они не имеют... Я говорю, ты скажи, писать мне или не писать? Стивен говорит, пиши и пиши быстрее, потому что ты должен после каждой строчки думать о том, что если я пишу, не успею, то еще кто-то из них умрет. Да? И я... Очень странно, что я в то время, когда работал над пьесой Кати Снытиной,
и в это же время уже книгу начал писать. И я как-то нашел время, чтобы вот ту пьесу написать. У меня ощущение, что это может быть такой очень успешная история, в том смысле, что она может быть очень красиво реализована. И действительно, эти актеры не имеют ничего, то есть они не имеют ролей. И поэтому все... Если мужчина, то берут какого-нибудь там короля Лира бесконечно, да, потому что никто не хочет писать. Все хотят, чтобы все-таки тестостерон лупил со сцены. А мне показалось, что вот это интересно. А еще я пишу пьесу о том, как убили Владимира Путина. Помнишь, он летал со стерхами? Вот они его тогда и убили. И сейчас это не он. А это два брата-близнеца Макар и Захар. Один алкоголик, который живет в Геленджике, во дворце, а второй ведет войну, сидя в одном кабинете, не выходя оттуда. Я хочу это побачить. И все его окружение кремлевское знает, что это Макар и Захар. А жена и любовницы и прочие, они не знают, кто. Им как в этот день выпадет. То один, то второй. Чекаем уже з нетерпением. І яшчэ хацела вас спытаць, вам калісьці ўдалося арганізаваць акцыю салідарнасці з Беларусю, дзе выказваліся Джуд Лоу, Кевин Спейси, там «Жыве Беларусь». Все справы. Як атрымалася ўвогуле іх во все гэта подключить? Ну, первое. Сначала ты берешь там друзей, да, или тех, с кем у тебя хорошие отношения. Там, например, с Джудом мы друзья, это не проблема. То есть давай, говори, и все. Тем более, что они вчетвером играли у меня в спектакле в «Постигая любовь». Он еще тогда был женат на Сиене Миллер, она играла, и еще Сэм Вест и Джоан Ду. И я же знаю всегда, что агенты всегда не дремлют. То есть они все время боятся, чтобы клиент не перетрудился. И я Наташе говорю, ты придержи там этих пеньков, чтобы они там... А я пока в гримерку с актерами поговорю. И я захожу в гримерку, они там все вчетвером, уже спектакль закончился. И я захожу, так закрываю дверь на замок, ключ в карман кладу и говорю, вы не выйдете отсюда, пока вы не запишете «Живи Беларусь». Все четверо, как нефиг делать. Потом это пошло дальше. Сейчас уже даже интервью Стивен Фрай у меня заканчивал фразой «Живи Беларусь». И, понимаешь, это им не сложно, а нам приятно. И они... Мик Джаггер... Первым был Мик Джаггер, кстати сказать, да. И Наташа его учила, как произносить. Это знаешь... Люди сами хотят тебе чем-то там помочь. Когда в 2010 году посадили всех после президентских выборов, и была акция около белорусского посольства в Лондоне, туда вышла с транспарантом сестра Санникова, он был арестован. И она вышла, и приходит какая-то женщина и говорит, давайте я вам помогу держать. И разворачивают как бы транспаранты. Они там держали, там фоткали петицию этим послу. Там, да. И потом они заканчивают, сворачивают. И Ирина говорит этой женщине, а как вы вообще узнали? Она говорит, мне сын сказал сюда подойти, что будет акция, чтобы я... Он не может, он на гастролях, а я, чтобы подошла. А кто ваш сын? Джуд Лоу. Мама, ну вот поэтому Джуд такой. То есть это понятно, да, что почему человек включен и почему он может... Это всегда видно. И вот эти люди, они... Есть иллюзия такая, что это такие звезды, там, они, там, это сам... Они все в информационном потоке, они все читают новости, они все знают, они читают газеты, они общаются на эти темы. Когда ты с ним говоришь, там, что это может помочь там, в освобождении политзаключенных, он не думает вообще ни минуты. Он делает это и все. Поэтому продолжаем это делать, но просто когда-то это работает, когда-то не работает. Когда-то это эмоционально у белорусов отзывается, когда-то не очень. Но я же знаю, что приятно белорусам слушать интервью этого Стивена Фрая, он заканчивает фразой «Живи Беларусь». Ну, это, конечно, приятно. Дякую за гэта размову.
Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новы гутаркі ток. Мы выходзім раз на 2 тыдні па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.